Я не знаю. Что-то не толян? Есть толян. Приветствую всех на канале Крым Реалии в YouTube. С вами я, Катя Некречия, и камеру эту для вас держит и максимально все, что будет происходить вокруг, будет фиксировать мой коллега Владимир Паутов. Я отмечу, что в маске я нахожусь, и очень многие другие, которых вы сейчас увидите в связи с тем, что карантинные меры в Украине и в Киеве, они, конечно, несмотря на послабление, продолжаются, поэтому ради безопасности своей и окружающих, и я сейчас, в частности, в маске. Но, несмотря на то, что тяжелее говорить в этом, но во всяком случае, такова реальность. Для тех, кто, может быть, правда, не в курсе, хотя я думаю, что основная часть нашей аудитории, безусловно, понимает, что сегодня за день. 18 мая исполняется, сегодня как раз 18 мая исполняется 76 лет с начала депортации крымских татар с их исторической родины из Крыма. И в этот день в Украине отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа на всеукраинском уровне. Если вы смотрели украинское телевидение или слушали радиостанции, или, может быть, слушали нашу радиостанцию «Радио Крым Реалии», вы заметили, что на протяжении вот этого дня всегда напоминают вам в этих СМИ, что это за день, что это за дата. И очень важно, что на таком высоком уровне не только во всей стране, не только в Украине этот день отмечают, но на самом деле мы сейчас дальше узнаем. Я буду держать вас в курсе того, что происходит и в принципе в мире, да, но в мире эту дату также почитают, то есть по всему миру сейчас реально в этот день вспоминают великую трагедию. Где мы находимся сейчас? Объясню. Это Киев, это район метро Левобережная, кто, может, знает, ориентируется. Мы сейчас возле Международного выставочного центра. Почему мы здесь? Потому что именно сейчас здесь собирается акция, это автопробег. То есть, несмотря на то, что карантин из-за коронавируса, он действует, вы знаете о том, что, конечно, массовые мероприятия какие-то, они, в общем-то, или под запретом, или в каких-то крайних случаях проводятся, но вот автопробег – это традиция в Киеве, на материке, 18 мая, в день депортации крымско-татарского народа. Автопробег – это уже такой одна из главных акций этого дня, когда все желающие, и, к слову, надо сказать, и, безусловно, и крымские татары, и переселенцы из Крыма, и многие-многие другие, кто вот желает, кто хочет, они приходят, приезжают даже точнее, да, как-то, может, кооперируются в автомобилях с флагами, с крымско-татарским флагом, видим флаг Украины, и чтобы напомнить в этот день всем, вот такая вот автоколонна, она двигается по городу. Мы сейчас с вами на самом старте, где формируется автоколонна, где все участники готовятся к этой акции. И, собственно, буквально, ну, тут уже точно не скажу, увидим, думаю, минут через 10, как это запланировано, в 17:00, может быть, немного позже, но автоколонна будет двигаться в сторону Майдана Независимости. Еще раз напомню для тех, кто вот только-только присоединяется к нашему видеостриму на YouTube-канале Крым Реалии, что мы ведем этот стрим из Киева. И мы хотим показать и посмотреть вместе с вами на то, как будет происходить, собственно, вот эта вот автоколонна, как будет происходить эта акция, посвященная 18 мая, Дню депортации крымско-татарского народа. Я отмечу, что на сайте Крым Реалии у нас есть и живой блог, и новости, много информации о том, что вообще в этот день происходит, какие заявления звучат, мы об этом обо всем непременно расскажем. Сейчас хочется пообщаться с теми людьми, которые пришли на эту акцию, и поговорим, я думаю, что и с разными абсолютно людьми, со знакомыми, нам с вами незнакомыми, но вот я сейчас уже сразу попытаюсь поговорить с народным депутатом Украины, членом Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемом Чийгозом. Ахтем Ака, здравствуйте! Можно вас, у нас прямая трансляция, чтобы... Так, маску сразу надо. Я видела, что вы в маске пришли. Ахтем Ака, вы тоже примете участие в автопробеге? С вашего дозволу.
Да, конечно, и я благодарю всех, кто сегодня в Украине вот, по своей инициативе воспринял очень близко нашу трагедию, как свою, в принципе, и такая же трагедия у украинского народа. И вот самоорганизовались в такие автопробеги, со всей Украины звонят и выставляют на социальные сети. Это очень сильно поддерживает наших соотечественников в Крыму, которые, несмотря на вот те запреты, предупреждения, как они это называют, наши соотечественники сегодня почти на всех памятных местах по всему Крыму вышли, возложили цветы, прочитали молитвы, и вокруг них стояли все эти псы, полицейские оккупационные. А вы можете напомнить, да, кому-то, а кому-то рассказать, как 18 мая этот день проводили крымские татары и крымчане, все желающие до 2014 года? До 2014 года вообще вот трагедия это нас очень сильно объединяла в местах депортации, да? Мы все жили с болью, вот рождаясь, там сидя на коленках у своих отцов, дедушек, мы понимали, нам рассказывали о Крыме, рассказывали о вот этой трагедии, о том, что нас пытались уничтожить. И вот, когда мы говорим историческая память, вот это нам позволяло выжить и биться за возвращение домой. Вернувшись домой, этот день приобрел другую форму, когда мы, собираясь в этот день и в виде акции проводили. То есть десятки тысяч людей со всех уголков Крыма собирались на площади в Симферополе, чтобы всему миру и прежде всего Украине сказать, что это наша Родина и необходимость принятия политических решений по обеспечению наших прав у себя на Родине, это есть необходимость. Сейчас мы, конечно, не можем вот в такой форме демонстрировать нашу трагедию, нашу боль уже после оккупации, потому что мы о ней говорили, что вот мы жили с таким ощущением, что в Крыму нет Украины, да, и сейчас мы пытаемся донести, что сегодня надо принимать эти решения, сегодня они обеспечат, вернее, дадут уверенность нашим соотечественникам в Крыму для дальнейшей борьбы против оккупанта. У нас выбора нет, мы все равно будем бороться, но это есть такое отношение Украины к Крыму. Вот это и есть Украина в Крыму. И мы миру показываем, что мы никогда не простим этих преступлений, которые чинила Российская империя на протяжении всех этих сотен лет. И сегодняшние преступления, они ничем не отличаются от тех. Они такие же жестокие, они такие же кровожадные, и намерения у них такие же, чтобы снова нас принудить покинуть свою родину. Но каждый крымский татарин живет с таким чувством, криком в душе, что больше никогда Крым без крымских татар не останется. И Крым – це Украина. А что было до 2014 года, опять-таки в Киеве, 18 мая? И все-таки есть ли ощущение, что сейчас, вот как вы говорите, Украина для Крыма, Украина в Крыму, что украинцы больше проникнулись и больше знают уже о трагедии крымско-татарского народа, об этой истории, да, потому что все-таки вот такие акции, которые на протяжении сегодня, несмотря на карантин, все равно мы видим, что люди собираются, да, такое ощущение, что в Киеве, как в столице Украины, об этом уже знают больше людей. Конечно, ситуация сильно изменилась после оккупации. Это я и называю исправление вот тех ошибок и в лице государства, и в наших взаимоотношениях, как два народа, крымских татар и украинцев. И, конечно, сегодня уже как государство, оно понимает актуальность этого вопроса. И надеюсь, вот сегодня была встреча с президентом Зеленским, и он сказал, что он понимает необходимость разрешения этих, в первую очередь, политико-правовых наших запытаний, то есть вопросов наших. Надеюсь, что
те 5 лет, которые до прихода новой власти определяли четкую линию поведения по отношению к Крыму, по отношению к крымским татарам, по отношению к суверенности, самостийности государства, она не будет растеряна с изменениями внутри нас государства. Это очень сильно беспокоит нас здесь, в Киеве, в Украине, и это еще сильнее тревожит и беспокоит, естественно, наших граждан в Крыму. Артем, кто-то из ваших коллег, из народных депутатов Украины, может быть, из других фракций, сейчас здесь есть? Они все будут ждать на Майдане Незалежности. Будут, и я надеюсь, мы всех запросили. И точно так, как по своей инициативе по всей Украине сейчас, несмотря на разность партийной принадлежности, все собираются, проводят автопробеги и показывают свое отношение, уважение и скорби к нашей трагедии. Спасибо вам огромное за то, что дали нам комментарии. Напомню, что пообщались мы с Ахтемом Чийгозом, народным депутатом Украины от политической силы «Солидарность», и с членами Меджлиса крымско-татарского народа. Вот сейчас смотрю на часы, почти 17 часов, и, наверное, колонна, которая уже сформирована, готовится к тому, чтобы стартовать. Я напомню, что суть акции автопробега, который посвящен 18 мая, Дню депортации крымско-татарского народа, в том, чтобы собраться с флагами и проехаться вместе по украинской столице. И на самом деле тут маршрут такой, с метро Левобережная до Майдана Независимости такая колонна будет ехать. Мы максимально будем из своей редакционной машины, автомобиля транслировать все это. К сожалению, из-за карантина мы не можем так близко, может быть, общаться со всеми участниками, потому что так бы мы сели к кому-то в машину, проехались бы, пообщались об истории конкретно семьи. Но вот сейчас, я не знаю, попробуем заглянуть в автомобили. Потому что дождь, и все спрятались от дождя. Здравствуйте, комментарий можно у вас взять? Как нет? Ну, помахали во всяком случае ручкой, уже неплохо. Люди спрятались, потому что реально дождь, прохладно, ветрено. Но, тем не менее, видим, что люди есть в автомобиле. Ну, давайте пройдем, посмотрим. Может быть, кто-то все-таки согласится из своего автомобиля с нами пообщаться. Так, вот я вижу, просто девушка говорит по телефону. О! Владимир Балух, добрий день, Крим Реалії, пряма трансляція. Ви вже так, я бачу, що ви тут від початку. Поки все починалося, формувалася колона, ви вже тут були. Ми вже тут були. Ну, це ваш перший автопробіг. З тими людьми, які організовують цей автопробіг, тому я вимушено тут від самого початку. Володимир, це ваш перший автопробіг, бо тому що зараз на дворі 2020 рік, з вашою історією, можливо, якщо комусь соромно, він не знає, прошу вивчити, але Володимир Балух ось зараз тут на материку, в українській столиці. І які у вас враження від того, що ви от бачите? Тому що ці акції, вони протягом цих років після 2014 року відбувалися в Києві, а ви вперше, може у вас якісь емоції є? Ну, емоції в мене, звісно, є. Ну, по-перше, багато знайомих облич, багато людей, яких просто так кожен день не виходить зустрітися і поспілкуватися. Тут є така нагода, але зрештою найголовніші емоції не в цьому полягають, а в тому, що от, знаєте, це, як на мій хлопський розум, це влада мала б організовувати такі масштабні інформаційні такі заходи, щоб нагадувати не тільки населенню, не тільки суспільству українському про ці сумні події нашої історії, але й всьому світовому товариству, і вчергове розповідати, доносити до світу, що є політика держави-агресора. І я абсолютно переконаний в тому, що долі українського і кримсько-татарського народу, вони дуже переплетені. І навіть в таких подіях, як депортація, ми знаємо, є багато прикладів
скільки українців зсилали до Сибіру, це теж та сама депортація. Але депортація кримсько-татарського народу, вона кричуща навіть на тлі цих таких подій, тому що це весь народ був знятий із власної землі і вивезений. Тому це, А можна вас запитати, Володимире, до подій 2014 року, що ви знали? Чи ви знали щось про такі дати? Що ви знали про кримських татар? Тобто, тому що багатьох об'єднує те, що вони нічого не знали, да, якщо це їх не стосувалося, ні з ким вони не спілкувалися, і так трошки таке затемнення наче було. Звісно, вже таке більш, я народився в Криму, я виріс в Криму, і народився і ріс, зростав вже саме в ті часи, коли було, так би мовити, дозволили кримським татарам, там не більше 5 сімей на село, повернутись, там невеличка кількість повернулася, і цього облаштовували життя в Криму от в такій кількості, в таких пропорціях, не більше 5 сімей на село було. І, звісно, про саму дату депортації тоді не йшлося, а вже все, що пов'язано з таким розумінням, усвідомленням масштабів і взагалі цієї трагедії, пов'язаної з цією депортацією, то це після... Я повернувся з армії в 91-му році з лав радянської армії, і якраз вже відбулися перші хвилі повернення кримських татар на батьківщину. І от з тих пір, рік за роком, я пам'ятаю, як встановлювали в нас там в Роздольному цей камінь пам'ятний, до цієї події, якраз до цієї дати. І потім ми завжди, я ж кажу, завжди є такі моменти, коли притираються люди одне до одного. Так само після того, як відбулося це повернення кримських татар на батьківщину, був і такий момент там притирання різних культур, різних там менталітетів. Але зрештою це відбулося. Ми задовго до 2014 року ми постійно на цю дату там збирались, в тому числі і з кримськими татарами, були заходи, відбувалися на цю тему. Так що моя історія з 2014 роком, історія моя і цієї дати до 2014 року відношення немає. Дякую вам дуже. Дякую дуже. Ми продовжимо слідкувати. Так, я вже українською перейшла. Возвращаясь к русскому языку, часть аудитории, наверное, все-таки за то, чтобы, конечно, на русском языке мы вас информировали. Значит, мы сейчас пообщались с Владимиром Балухом. Опять же, вдруг кто не знаком с историей бывшего украинского политзаключенного, то, пожалуйста, приветствуем вас на сайте Крымреалии, где вы можете найти очень много информации, видео, текстовое, какое угодно. Я сейчас постараюсь следить за вашими комментариями, безусловно, в Ютубе, но должна напомнить, что сегодня очень крайне важная дата и очень серьезная дата, и вы видите, что люди, в Киеве достаточно много людей, как для, можно сказать, как для карантинных мер, приехали на своих автомобилях для того, чтобы поучаствовать в автопробеге. Я надеюсь, что мы или сейчас, или позже пообщаемся с организаторами, безусловно, которые это все организовали. Такая вот акция с активистами. Мы видим, что достаточное количество автомобилей, но люди просто сидят в машинах из-за того, что дождь. И пообщаться с ними сейчас чуть сложнее немного может показаться. Тем не менее, мы попробуем это сделать. Здравствуйте, комментарий можно у вас взять? Я понимаю, что все спрятались в машинах из-за дождя. Если вам не сложно, если вам так будет удобнее, мы Крымреалии, YouTube-трансляция, прямая трансляция. А вы представьтесь, пожалуйста. Руслан. Вы приехали принять участие в акции, вижу флаг у вас крымско-татарский. Вы каждый год это делаете? Стараюсь делать каждый год, да. Почему? Какая ваша мотивация? Потому что это самая такая у нас драматическая дата в истории нашего народа. И народ живет, пока живет память. И мы не можем, чтобы эти события как бы стерлись. И поэтому мы собираемся и так демонстрируем
солидарность, что это мы помним, и это нельзя забыть, и это нельзя простить. Потому что это даже представить страшно, а что пережили наши дедушки, бабушки, то это очень страшная вещь. В какой год подряд, может, вы принимаете участие в этом автопробеге в Киеве? На машине, наверное, 2-й год, а так мы всегда собирались на Майдане. Ну, из-за карантина в этом году понятно, что мы не соберемся. Вы видите за эти годы, как меняется, возможно, да, может быть, какие-то знакомые, коллеги, люди, которые не из Крыма, не крымские татары, которые, может быть, ничего и не знали об истории крымских татар или об этой дате страшной, да? Какой результат от таких акций, например? Может быть, от того, что вы рассказали кому-то эту историю, да, уже человек задумался, узнал больше и благодарен вам? Не, ну, наверное, с каждым годом в информационном поле все больше звучит крымские татары. Ну, до событий 2014 года все как бы старались эту тему вскользь так задеть. И, ну, есть там, наверное, после событий 2014 года как бы все начиналось опять заново и делали на этом акценты. Поэтому и люди интересовались, и поняли, что татары это там, они тоже братский народ, потому что мы, получается, получились в одной упряжке. И поэтому каждый год, мне кажется, конечно, люди более это интересуются, и эти события более интересуют людей. Спасибо вам огромное за комментарии. И вот дождь немного даже прекратился для того, чтобы вы вышли из машины, нам его дали. Я отмечу также, что очень много разных заявлений в этот день звучит. Немного процитирую сейчас то, что есть на сайте Крым Реалии. Мы ведем живой блог на протяжении этого дня, чтобы собрать всю информацию, которая связана с 18 мая 2020 года. И я напомню, что именно в этот день исполняется 76 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины, из Крыма. И в этот день и в Украине, и в мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа. И вот представительство Украины при Европейском Союзе в этот день призвало международное сообщество усилить давление, чтобы остановить преступления России в Крыму. Об этом говорится на странице представительства в Твиттере. И далее цитата. Сегодня Украина поминает жертв советской депортации. Более 183 тысяч крымских татар из Крыма. В 2014 году российская оккупация вновь принесла политические репрессии на нашу землю, говорится в этом сообщении. И также надо отметить, об этом уже говорили вот спикеры, с которыми мы успели пообщаться, что акции в этот день, акции солидарности, напоминания, они проходят и по разным городам Украины, и на самом деле в разных уголках вообще планеты. Вот в Херсоне, например, 18 мая почтили память жертв депортации крымских татар, и, как сообщает корреспондент Крым Реалии, возложение цветов к памятному знаку проходило в условиях карантина с соблюдением мер безопасности, но, тем не менее, это произошло. Нужно отметить также, что, безусловно, в Крыму крымские татары выходили на протяжении этого дня, кто там в одиночку возложить цветы, кто плюс-минус в рамках карантина как мог, да, вот в микрорайоне Фонтаны в Симферополе 18 мая крымские татары совершили коллективную молитву дуа и в память о жертвах депортации крымско-татарского народа из Крыма 1944 года. И все участники вот таких акций или возложения цветов, они все, безусловно, в масках. Мы видим, что здесь, сейчас мы находимся в Киеве. Хотим посмотреть вместе с вами на то, как будет происходить автопробег. Видим очень много флагов крымско-татарских. И сейчас вот сформированные колонны будут все вместе направляться, ехать по Киеву, по центру. И финальная точка — это Майдан Независимости, где уже вроде как проанонсировали, что будет больше людей. То есть кто-то прямо на Майдан просто подъедет, да, а кто-то таким автопробегом приедет на Майдан. Так, все уже в машинах. Судя по всему, я слежу за вашими комментариями, дорогая наша аудитория, поэтому если вдруг интересный вопрос успею поймать, то, безусловно, его задам. Что мы делаем дальше? Мы сейчас наблюдаем за тем, как сформированные колонны будут направляться по своему маршруту. Уже сигналы звучат. Сейчас посмотрим, какая же машина будет первой.
Так, и вместе с колонной, кстати говоря, мы тоже проедемся. Не можем мы, к сожалению, проехаться с кем-то в автомобиле из-за мер безопасности. Но мы будем ехать в своем автомобиле и следить за тем, что происходит, сигналы, флаги. Много журналистов, кстати, фото и видеокамер. Попробую сейчас сосчитать, сколько автомобилей. В общем, мне кажется, что 5 десятков есть. И вот так вот громко автопробег начался. Нужно отметить, я так понимаю, что есть машина, есть полиции, есть представитель полиции, то есть как-то это все контролируется, чтобы все было по правилам, наверное, да, но видим, что сигналы звучат, машины едут, люди машут из своих машин, флаги развиваются по ветру, дождь не собирается останавливаться. Я сейчас попробую в этом эпицентре событий найти оператора. Так, мы видим, как автоколонна направилась по своему маршруту через центр города. Сейчас от Левобережной до Майдана Независимости эта колонна будет двигаться. Мы будем двигаться за ней. Попробуем показать в прямом эфире, как все это происходит. Вот видим, что стоит женщина, например, да, с флагом Украины и провожает, так сказать, колонну. Я вижу, что есть комментарии в YouTube о том, чтобы подробнее рассказать, что же 18 мая случилось. Безусловно, я думаю, что, возможно, даже если будут какие-то спикеры-историки на Майдане, то мы, безусловно, поговорим с ними. Конечно, прямо сейчас, если у вас вот такая вот жажда знаний, и вы действительно не знаете, что там и как, мы просто садимся в автомобиль для того, чтобы за всеми последовать, вы можете найти просто, я даже не знаю, какое количество, не сосчитать материалов на сайте Крым Реалии, которые посвящены этой дате, которые посвящены этому такому значительному и беспрецедентному вообще периоду в истории. Этих материалов, опять же, и текстовых, безусловно, много от историков, и видеоматериалов, где вы можете услышать комментарии. Их очень много. Поэтому, конечно, что успеем, расскажем, но я очень надеюсь, что у вас есть какая-то база, потому что даже за все годы работы нашего проекта Крым Реалии, этой теме посвящено немало было времени. Я прошу прощения за то, что вот так вот сложно говорить, быстро не получается, потому что в маске достаточно серьезный и дышать реально сложно и говорить. Значит, мы сейчас двигаемся. Это мост Днепро. Вот такой вот мост. Да, это же мост Днепро. Мы же здесь. Да, метро, боже. Через Днепро. Днепр. Вот он. И по этому мосту мы едем. Следуем за колонной. Безусловно, здесь очень много автомобилей, которые едут по своим делам. Но я думаю, что автомобили, которые следуют в этой колонне, мы, безусловно, заметим, потому что вон они там впереди с флагами, они сигналят, привлекают внимание.
как уже говорили спикеры, с которыми мы успели пообщаться, что, конечно, реакция украинского общества и знание украинского общества у украинцев о том, что случилось в 1944 году в Крыму, что такое депортация крымских татар, безусловно, за эти годы этой информации стало прям много. И это, как отмечают спикеры, с которыми мы вот сейчас общались, я уверена, с которыми пообщаемся, вот за все программы, которые я также в эфире радио Крым Реалии делала, это, конечно, большой шаг, большой прорыв. Почему? Вот мы общались с Владимиром Балухом, который отметил, что он родился в Крыму, вырос в Крыму, и помнит, как крымские татары в 90-х возвращались, что были какие-то квоты, ограничения, сколько крымских татар могли жить в той или иной местности. И очень важно, что также отмечают и историки, и очень многие крымчане, и крымские татары, которые учились в крымских школах в тот период, что просто как говорили о крымско-татарском народе в целом. И сейчас я тоже смотрю в комментариях, конечно, некоторые пишут, что вот, за что, да, за что депортировали. Я не буду, честно говоря, полемизировать в этой теме. Я считаю, что это не тема абсолютно, потому что все факты и история уже понятна. Но другой вопрос, как в советских школах, как в российских школах эту тему могут преподносить ныне. Хотя с тем, что у нас есть интернет, и все, в общем-то, могут быстро пообщаться. Вы помните, возможно, скандал с учебниками в Крыму, потому что уже так не скрыть это все, да? Ну, как это преподносилось? Я помню, что мне в интервью Рифат Чубаров рассказывал, глава Меджлиса крымско-татарского народа, а он со своей семьей вернулся в Крым много ранее, он был совсем школьником, то есть не в 90-х, уже не помню, там в 60-х, по-моему, в 60 каком-то году. И просто он говорит, когда он шел в 6 классе или в 5 со своим одноклассником, другом, не крымским татарином, а как раз должен был быть какой-то праздник у крымских татар, этот мальчик ему сказал: вы что, нас будете резать, там что-то такое убивать, да, то есть это то, что детям, взрослым рассказывали, вот, например, в школах, и потом они с этим жили, боялись крымских татар, но эти рассказы абсолютно беспочвенны. Много эфиров у нас, разговоров с историками, то есть абсолютно беспочвенно, это надо понимать. Так, мы еще все еще видим с вами Днепр широкий. Едем по мосту. Спасибо нашему оператору Владимиру Паутов, который все это снимает в таких экстремальных условиях. Мы едем отдельно в нашей редакционной машине, чтобы ни с кем так близко не контактировать, потому что не забываем то, что карантин. Я вижу ваши приветы из Латвии. Вау! Спасибо большое. И спасибо большое всей нашей аудитории, которая смотрит нас. Я уже немного рассказала о том, что происходило в Крыму. Я знаю, что, безусловно, много людей, которые сейчас в Крыму находятся непосредственно, или много крымчан, которые не могут из-за карантинных мер попасть домой, или которые не могут после 2014 года в принципе попасть домой, вернуться к себе на родину по политическим мотивам, но смотрят это видео. Мы следуем за автоколонной, приближаемся даже к ним, видим флаги. В Крыму, безусловно, сегодня крымские татары поодиночке, семьями, в масках, с цветами, но приходили возложить цветы. В микрорайоне Фонтаны в Симферополе 18 мая была коллективная молитва в память о жертвах депортации крымско-татарского народа 1944 года. Ахтем Чийгоз рассказал, насколько массовыми были мероприятия до 2014 года, до российской аннексии Крыма. Но важно сказать, и также об этом Ахтем Чийгоз рассказал, и вот я смотрю на сайте Крым Реалии, что вот в Симферополе сотрудники российской полиции осуществляли оперативную съемку в то время, когда около 30 человек пришли почтить минутой молчания и молитвой жертв депортации крымско-татарского народа в сквере у железнодорожного вокзала. И вот, как сообщает корреспондент Крым Реалии, вокруг памятного камня стояло оцепление из 15 сотрудников полиции. Еще 5 человек в штатском стояли неподалеку. И это, конечно, важный, интересный эпизод, безусловно. Также в Симферополе сегодня возлагали цветы к мемориалу памяти жертв депортации, который расположен возле ботанического сада Крымского так называемого федерального университета.
В Севастополе, например, исполняющий обязанности российского губернатора города Михаил Развожаев возложил цветы к мемориалу депортированных народов. Так, а мы с вами прям совсем в эпицентре событий, колонны, автоколонны. И не только авто, видите, что мотоцикл тоже есть, тоже с флагом, тоже принимает участие в этом автопробеге. Даже два. Духовное управление мусульман Украины УМА в день памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа заявило, что, далее цитата, мусульмане Украины вместе со своими крымско-татарскими братьями грустят и молятся за всех жертв депортации. Много заявлений, но знаете, что самое главное? Вот, опять же, возвращаясь к тому, что, конечно, вот за все даже годы моей работы с ресурсом Крым Реалии, и это хорошая возможность, крутая, для того, чтобы действительно знать больше. Но у меня, безусловно, как у журналистов, есть возможность общаться с людьми в эфире. И достаточно много гостей у меня, безусловно, было, которые рассказывали историю их семьи. Давайте начну с самого известного примера, чтобы, может быть, заинтересовать побольше тех, кто действительно как-то еще где-то сомневается или чего-то не знает про 18 мая 1944 года. Джамала, певица, украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница Евровидения 2016 года. Вот она память своих там прабабушек несет всю жизнь, рассказывает об этом. И судя по тому, что я даже видела сегодня там в ее сторис, у него фотографии, то есть сын маленький, но ему уже очевидно, что рассказывают что-то. Он в вышиванке был с флагом крымско-татарского народа. Это то, что участники депортации, те, которые пережили ее, смогли ее пережить, они рассказывали своим детям, как это было, что это за ужас был, когда в 4 часа утра, то есть рано-рано утром, приходили в семьи и просто говорили собирать вещи за 5, 10, 15 минут. Неважно, это все равно недостаточно и непонятно, зачем это. И неважно. В основном, конечно, это были женщины, дети, потому что мужчины были на войне. И вот собирайте вещи. И дальше в вагонах, в которых перевозили скот, людях абсолютно в количестве ненормированном, без еды, воды, кто что успел взять, потому что люди не понимали, куда они едут, что происходит, с младенцами, которые не все смогли выжить, потому что в таких условиях и взрослому сложно. Кто-то рожал в этом поезде во время депортации, и дети погибали. Кто-то уже в местах депортации от голода, от холода просто умирал. Очень много документальных материалов на самом деле есть, не только письменных. Это страшные события, которые странно, что могут кого-то оставить равнодушным. Я надеюсь, что все-таки такая история, она находит отклик в умах и в сердцах многих. Так вот, это Джамала об этом говорит, много делится. Например, своими историями в эфирах, вот, которые я вела, историями своей семьи, делилась с Севгиль Мусаева. Вы знаете, что главный редактор «Украинской правды», крымская татарка. И это невероятно. То есть история каждой семьи. Вот если у вас есть возможность, если есть знакомые, соседи, крымские татары, если нет, тогда просто вот реально гуглите, смотрите на нашем сайте эти истории, да и просто в интернете. Просто поинтересуйтесь, узнайте, как это и что было. То есть, вот когда человек вам напрямую рассказывает историю своей семьи, это прям очень серьезно. Может быть, такая информация восприниматься вами будет как-то иначе. Я смотрю сейчас на то, что вы пишете в Ютубе, пытаюсь найти вопросы какие-то. И надеюсь, что я их найду. И благодарю всем за ваши приветы, за то, что вы смотрите нас в разных уголках
не только в Крыму, не только в Украине, не только в соседней России, но и в разных странах. Привет из Крыма передают, я вижу в комментариях в YouTube. Я напомню, что наша видеотрансляция на канале Крым Реалии в YouTube идет для вас, дорогие наши. Подписаны вы или нет? Ну, конечно, лучше подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Видео у нас контента много появляется. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Также для того, чтобы получать оперативно быструю информацию, подписывайтесь на нас в разных соцсетях. Если вам удобно в Инстаграме, вы можете в Инстаграме быть подписанными, получать оперативную информацию в Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Я смотрю комментарии, покажите реку Днепр, пожалуйста. Я надеюсь, что вы увидели. Немного все-таки показали. Так, киевские пробки, киевское движение дает о себе знать. Все очень уже плотненько с трафиком в Киеве с 11 мая. Послабление карантина произошло. Часть бизнеса смогла открыться. И, конечно, автомобилей стало в городе гораздо больше. А я напомню, что автопробег формировался в районе Левобережной и направляется сейчас через центр, через Печерск в сторону Крещатика на Майдан Независимости. Я призываю вас, может быть, тоже откликнуться, все-таки написать, если вы из Крыма нас смотрите, из каких городов, поселков, интересно. Пожалуйста, пишите. Из Южной Кореи нам пишут. Привет вам большой. Так, я могу, что еще сказать? Могу сказать, что, конечно, безусловно, очень много информации сегодня собрано в живом блоге на сайте Крым Реалии. Мы и в новостях это освещаем, и в радиоэфирах. Но вот живой блог — это когда на одну тему все собрано на протяжении этого дня, все, что происходит. Поэтому для того, чтобы получить больше информации, заходите на сайт Крым Реалии. Так, ну смотрите, тут еще очень важная, интересная новость. Координатор крымской солидарности Сервер Мустафаев 18 мая, то есть сегодня, на заседании в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону по второму бахчисарайскому так называемому делу Хизбут Тахрир сделал заявление по случаю Дня памяти жертв депортации крымско-татарского народа, в котором отметил, что Россия продолжает геноцид крымских татар, начатый советским режимом в 1944 году. Фотографию рукописного заявления публикует издание «Граты». Далее процитирую фрагмент. «Мой непокоренный многострадальный народ имеет долгую историю борьбы за свои права, за свою культуру, язык, религию и родительский дом. К сожалению, антигуманные и незаконные репрессивные действия против мусульман Крыма вновь и вновь продолжаются. Сегодня это делает окровавленная рука преемника деспотического сталинскому режиму. Россия, которая продолжает геноцид, не стесняясь на глазах у всего мира, демонстрируя полную неспособность мирового сообщества. Далее в скобках не хочу пока говорить о равнодушии и отчужденности мира от нашего вопроса. Остановить этот абсурд, превращая все международные нормы и договора в мусор». Конец цитаты. Цитата, напомню, Сервера Мустафаева. И он говорит о том, что системное давление на крымских татар, которое осуществляет Россия в Крыму, является, далее цитата, сознательной политикой этноцида жителей Крыма и крымских татар. Также нужно отметить, что сегодня вот стартовал такой общий, это же не на один день, а неделя солидарности с крымско-татарским народом, флешмоб, который называется «Совместная боль. Общая история». В соцсетях это происходит. Участников флешмоба призывают делать фото с символом крымских татар тамгой, распечатанные или нарисованные от руки, и публиковать их в соцсетях со специальными хэштегами, которые вы можете найти на сайте Крым Реалии. Также. И нужно сказать, что инициатором такой акции выступили украинский фэн-клуб, Крымский дом, Центр гражданских свобод, Крымсос и информационный партнер Крым Реалии.
Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила 18 мая, что ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту геноцида крымско-татарского народа и представителей других национальных групп. Это часть 1 статьи 442 Уголовного кодекса Украины путем насильственного переселения в 1944 году коренного населения полуострова и других национальных групп с территории Крымской АССР на территорию союзных республик и областей СССР. Так, мы двигаемся по центру Киева. Сейчас мы на Печерске находимся. Следим за тем, как передвигается автоколонна. Автоколонна участников, которая уже, можно сказать, наверное, традиционно. Но в Киеве 18 мая уже несколько лет подряд проходят такие автоколонны. У нас такая абсолютно живая трансляция, абсолютно живой прямой эфир, потому что мы вот сами в пробках или на светофорах стоим, следим за тем, что происходит. Хотелось бы нашим зрителям также сказать, что мы для вас подготовили и другие визуальные материалы, пока мы едем. И вы сможете также вот сейчас, например, получить такую информацию. Вы спрашивали в комментариях, вот, пожалуйста. Это сейчас мы покажем вам объяснение о том, как началась депортация, кто осуществлял эту спецоперацию, чем крымские татары занимались в первые годы после принудительного выселения, как сейчас хранят память об этой трагедии. И предлагаю нам вместе с вами посмотреть этот материал. Мы пока едем и, безусловно, следим за тем, что происходит. А давайте уже, когда посмотрим этот материал, может быть, у вас какие-то сложные вопросы будут, действительно, что-то, что вам непонятно или что хотелось бы уточнить. Я надеюсь, что на месте, на Майдане Независимости, у нас будет возможность пообщаться с разными спикерами. Поэтому, пожалуйста, сейчас давайте посмотрим это видео. 18 мая 1944 года. День начала депортации крымских татар. Один из самых трагичных эпизодов в истории полуострова. Сама операция, проведенная войсками НКВД, длилась всего 3 суток. С 18 по 20 мая. Столько времени понадобилось, чтобы под дулами автоматов погрузить почти 200 тысяч человек в товарные вагоны. Но поездка в тяжелых условиях стала лишь первым смертельным препятствием из множества, которое еще предстояло пережить спецпереселенцам. Отсутствие жилья, еды и каких-либо инструментов для обработки земли, шансы выжить на чужбине были минимальны. Уже в первые полгода депортации погибло 30 тысяч крымских татар, то есть каждый 5-й представитель этого народа. Это официально подтвержденная цифра, которая фигурировала в отчетах НКВД Узбекской республики. Информация о количестве погибших тщательно скрывалась от населения, и потому крымские татары были вынуждены тайно вести собственную самоперепись. По ее данным, к концу 60-х погибло 46% от всех депортированных. В то же время в Крыму выкорчевывается все крымско-татарское. Туда заселяют жителей других регионов СССР, преимущественно из России и Украины. А крымско-татарские топонимы переименовывают. Даже смерть Сталина ничего не меняет. Крымским татарам запрещено возвращаться на родину до 1989 года. После возвращения домой в Крым крымские татары прилагают много усилий для увековечивания памяти жертв депортации. Годами замалчиваемая тема наконец-то поднимается, чтобы уже навсегда остаться в фокусе общественного внимания. В последние годы самым важным событием в деле сохранения памяти о депортации и ее жертвах становились ежегодные многотысячные траурные митинги в Симферополе. Но после аннексии Крыма российская власть чтить память невинно убиенных запретила. Говори, если что. Вот такой небольшой, пока что небольшой материал, но, согласитесь, интересный. Мы успели вам показать. Вот, собственно, интересно, скажите вам или нет. Узнали ли вы что-то новое или нет? Возникли ли у вас какие-то вопросы?
Пожалуйста, можете писать в комментариях под нашей видеотрансляцией YouTube-канал. Я напомню, что голос вы слышите Кати Некречи, картинку вы видите благодаря Владимиру Паутову. И мы находимся сейчас в эпицентре событий, можно так сказать, автопробег, который посвящен Дню депортации крымско-татарского народа. Видите, автомобили с флагами. Мы едем по центру города и следим за тем, как это происходит. Едем, мы направляемся к Майдану Независимости, где, я очень надеюсь, у нас получится пообщаться еще с участниками этой акции, со многими другими, которые как раз только к Майдану подходят. Там будут принимать участие в продолжении акции. Я бы хотела, чтобы мы с вами еще посмотрели один материал, который подготовили мои коллеги. И это тоже поможет нам с вами, наверное, далее понимать, о чем же говорит тот или иной спикер в этом эфире. Сейчас мы послушаем с вами рассказ о семейных реликвиях, которые крымские татары пронесли через депортацию в 1944-м на сборы, когда надо было быстро собираться. Давали всего несколько минут, 5, 10, 15. Поэтому люди брали с собой самое дорогое, самое необходимое. Это кто, конечно, понял, что надо там взять что-то такое ценное и небольшое, потому что есть на самом деле истории, когда просто дети были дома и вообще не понимали, что взять, и просто ничего не брали. Это документальные хроники ужасающие. Но вот эти вещи, которые удалось взять с собой, которые смогли вместе с этими людьми пережить эту депортацию и потом вернуться в Крым. И вот мы собрали для вас 4 удивительные истории об отцовских часах, об игрушечном кувшинчике и о 2 старинных томиках Корана. Давайте посмотрим. В 1944-м ей было 8 лет. Пакизе по-детски поняла приказ НКВДшников собирать вещи. Родители взяли с собой полмешка зерна, а она положила туда свою игрушку – кувшинчик. Мы маленькие дети были, играли, куклы, всякие игрушки были, играли, мячи. А когда нас на Урал привезли, мы уже стали сразу взрослыми. Детство закончилось. Ушло в детство. Отец Пакизе был учителем. Все полки в доме были заставлены книгами. Офицер НКВД забрал себе лучшие, сложил их в отцовский портфель. Взял отцовский этот портфель, высыпал на пол, там и ручки, и тетради, там журналы у него были. И вот он стоял, выбирал самые ценные книги и полный набил в этот портфель. Потому как двигался поезд, отец, учитель-географ, быстро догадался, что везут именно на Урал. Пакизе помнит, какими грязными были вагоны. Полные вагоны людей. И негде не сесть, не встать. Ну, как скотину везли. Там, на которые вагоны везли, вот этих, всяких насекомых было. И мы обшибели. Вот что дети, тогда мать нас вывела, двоих, сестру мою и меньшую, и я, и нас обстригла. Вопреки всем лишениям, семья сохранила документы отца. Вот его диплом 1927 года. Он окончил Крымско-татарский педагогический техникум. А это Табель Занжирлы Медресе. Отец Пакизе – один из последних выпускников этого легендарного образовательного центра, основанного в 15 веке крымским ханом. Это старейшее в Украине сохранившееся здание учебного заведения. В 1944-м Гульшан было 5 лет. Помнит, как бабушка успела схватить только Коран. Когда Хайтарму показывают, я так плачу, как она Коран берет. Вот мне сейчас, я говорю, мне мурашки по спине идут, я не могу, мне мороз идет по спине. Нас как повыталкивали, мы плачем, маленькие мы. Она у меня была, хорошо помню. А Виташка только Коран взяла и вышла. Никто ничего не понимает, везде шум, везде это, крики. Плач. НКВДшники выгнали людей и закрыли дома. Мать Гульшан и ее тетя с инвалидностью тайно пробрались домой и разбили окно, чтобы взять с собой хоть что-то. Мешок понабросали там и продукты, и одежду. Мы же не обутые даже, ничего, а обувь. В общем, то, что смогли собрать, успеть, вот это они взяли. Семью вывезли на Урал. Чтобы выжить, первое время ели траву, собирали на болоте ягоды и грибы. Когда на Урал привезли нас, поселили в бараках. Длинные бараки, деревянные бараки. Тротуары деревянные, везде болото кругом.
Ходить невозможно. Сколько человек уходили, кто в лес по одному уходил, затаскивала их это, трясиной засасывала. Жмых собирали, кушали за конфетки. Коран XIX века прошел с семьей через все лишения. Его берегли и подклеивали как могли. Свободно перемещаться и учить родной язык им запрещали. Впервые крымско-татарский не тайно семья Гульшан услышала только после смерти Сталина. В 50 каком-то году первый раз из Ташкента, это передача была, песни крымско-татарские передавали. На радио. Сколько по радио, сколько там слез было. Они плачут, и мы плачем. Они как дети плачут, навзрыд плачут. Голос услышали свой, понимаешь? Вот. Еще одна реликвия семьи – вот это бабушкино головное покрывало – марама. В нем она была во время депортации. В ссылке бабушка и умерла. Семья Гульшан смогла вернуться в Крым только в конце 80-х. Это магнит, он независимо от тебя, душой ты, потому что здесь родились, здесь наши дедушки, прабабушки, все родственники, у меня аж мороз по спине идет. Оно не то, что ты хочешь, вот, а тебя внутри все это колышется, все это поднимается, тебя это захватывает. Шаверу Ибрагимову уже почти 90. Был подростком, когда выселяли его семью. Хорошо помнит, как запрещали брать вещи, только еду на несколько дней. У мамы забрали фонарь, вам это больше не нужно будет. Собрать детей на 3 сутки продукты берите, больше ничего не требуйте. Перед отправкой согнанных на площади или на кладбище людей могли держать под открытым небом сутки или даже 3 дня. Шавер сбежал домой в такой момент. Из всех ценных вещей взял из дома только вот эти часы, в память об отце. Дома книга лежит, альбом лежит. Вот такой свинель. Вот. Там золотые кольца, золотые серьги лежат. Всех не забрала, забрала только вот часы. Семью Шавера отправили в Узбекистан. Везли их 18 суток, почти без воды и еды. Люди умирали не только от болезней, но и когда на остановках пытались найти уборную. Ведь в вагонах не было и этого. Бабушка была одна. Это уже мы же заехали в Казахстан. Вот. 5 часов утра шалон остановился. Он залез под вагон, отправился. И секунд не прошел, шалон тронулся, ее вот так напополам. В депортации умирали от тифа и малярии. Питьевой воды не было, пили грязную из оросительных каналов и рисовых чеков. В сентябре мать умерла. 5 сентября мы похоронили, я без сознания, при смерти лежал больной. Подростков тоже заставляли работать в колхозах. Те, кому не было еще 15 лет, сами шли в батраки заработать на еду. Шавер благодарен пожилой узбечке, у которой сажал рис. Она спасла его от смерти. Меня кормили хорошо. И даже домой давали. Это бабушка. Вспоминаю, молитву читаю спокойненько. Шавер всю жизнь пытался починить часы отца, но ни один мастер так и не смог этого сделать. А вот этот Коран остается в Херсонской области. Из Бахчисарая его вывезла бабушка Альме. Когда выселяли из дома, бабушка, имея 7 детей на плечах, собрала все документы и на выходе оставила их под булыжником, большим камнем, так как не знала, куда отправлять, и чтобы в дороге не потерять документы, спрятала, когда вернется, чтобы забрать. На выходе брали то, что свято. Естественно, пытались взять хлеб и Коран. Бабушке все же удалось осуществить мечту и вернуться из Узбекистана в Крым. Там она и похоронена. Коран унаследовали внуки, которые живут в Херсонской области. В свое время они так и не смогли поселиться в Крыму, как и отец Альме. Отец всю жизнь мечтал вернуться в Крым. В 90-х годах, когда вроде бы как двери открылись, отец получил участок в городе Бахчисарай, в своем родном городе. Но построить дом ему так и не удалось. Это уже сказалось и пенсия, и возраст. Из детей 3 одна я уехала в Бахчисарай после того, как закончила Мелитопольский пединститут. Уехала в Бахчисарай преподавать украинский язык. Альме тоже пришлось уехать из Крыма из-за аннексии.
Все активисты, которые непосредственно как бы поддерживают или проводят какие-то акции, их до сих пор преследуют и выдумывают различные поводы для того, чтобы арестовать и попытаться закрыть рты инакомыслящим. Но она верит, что ее народ выживет в Крыму и сама туда еще вернется. Есть такое крымско-татарское выражение «брлектехувет» – «сила в единстве». Алексей Дорогань, Александра Сурган, Ирина Домащенко для Крым Реалии. Мы продолжаем нашу прямую трансляцию с автопробега, который посвящен годовщине депортации крымско-татарского народа советским режимом. И ведем мы эту видеотрансляцию на моей памяти, во всяком случае, на моем опыте впервые из автомобиля, потому что мы вот следуем за всеми активистами, которые в Киеве от Левобережной до Майдана Независимости этот автопробег совершают. Вы видите с флагами, сложно не заметить. Украинские флаги, крымско-татарские. С вами Катя Некречия, за камерой Владимир Паутов, а везет нас Александр Куценко. Вот вся наша команда. Мы бы, конечно, растворились, скажем так, и где-то бы кому-то подсели, чтобы пообщаться во время этого маршрута, но из-за карантинных мер не можем себе позволить подвергать риску других людей. И себя также, нужно сказать, да, поэтому мы едем отдельно. И в Киеве нужно сказать, что, конечно, сейчас час пик, трафик достаточно серьезный, потому что послабление карантинное ввели с 11 мая, неделю назад, поэтому, конечно, многие уже работают, и это по трафику видно. Мне хочется узнать, дорогие наши зрители в YouTube, как вам те материалы, которые мы вам показали, и получить ваш отзыв. И, собственно, тут нужно сказать, что, конечно, немало, я так смотрю по комментариям, вопросов у вас возникает, исторических, назовем так. Я, конечно, должна еще раз отметить, и не устану это повторять, что достаточно много за годы работы Крым Реалии. У нас есть материалов на такие непростые исторические темы. Для кого-то тут все очевидно и понятно, потому что кто-то это сам пережил, или его бабушки, прабабушки, прадедушки переживали это и рассказывали ему. Кто-то знает, потому что знает историю Крыма хорошо, своего родного края. Кто-то знает, потому что ему друзья рассказали. Кто-то, как я, знает, потому что неоднократно на разных интервью разные люди мне рассказывали историю конкретно своей семьи, а через историю конкретной семьи может прослеживаться история. Я уже не буду говорить о количестве документальных материалов, которые я прочитала на нашем сайте, и фильмы, которые смотрела. Много информации, поэтому кто хочет найти, тот найдет, конечно. Кто ищет, тот найдет. Я должна также отметить, что пока мы едем в киевских пробках, сопровождая, освещая этот автопробег, безусловно, нужно сказать, что очень много разных реакций, и не только в Украине, но и в международном сообществе также есть в этот день. Я напомню, что 18 мая в Украине это траурный день, это день памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа. И это дата серьезная. И телевидение, радиовещание, оно в этот день также напоминает часто, каждый час, каждые 2 часа о том, что это за день. И для всей страны, для всей Украины, для всего мира эта дата важная. Значит, что, например, в Берлине, да, что в этот день случилось? Почтили также память жертв депортации крымских татар 1944 года. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Далее его цитаты из Твиттера.
Совместно чтим память жертв сталинской депортации. Напоминаем Германии, что Крым – это Украина. Призываем немецких друзей активнее приобщиться к деоккупации. Конец цитаты Андрея Мельника из Твиттера. Вот, например, в Киев вернемся. Тамила Ташева сообщила, что в День памяти жертв депортации, геноцида крымско-татарского народа в Киеве подняли крымско-татарский флаг с черной траурной лентой возле здания Министерства иностранных дел Украины и Национального университета имени Тараса Шевченко. И эту фотографию опубликовала Тамила Ташева. Она крымская татарка, соосновательница Крымсоз. И ныне она заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. В Крыму, например, в Белогорске 18 мая крымские татары возложили цветы к памятнику жертвам депортации 1944 года и провели коллективную молитву. В нынешнем году акции в Крыму проводят с небольшим количеством участников из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это новости. Но вот вам еще интересный момент. Вот солидарность вокруг этой даты и в этих акциях, она велика. Флешмобы, там, которые проводятся в соцсетях. Это не касается только крымских татар. Вот кто осознанно хочет как-то также приложиться к этому, также разделить боль крымско-татарского народа, также почтить этот день, почтить всех жертв. Тут уже от национальности не зависит, да, есть много людей, которые также подключаются к этим акциям. Вот, например, предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний 18 мая заявил, что Православная Церковь Украины разделяет боль от последствий насильственной депортации крымских татар со своей родины в 1944 году. Далее процитирую его заявление предстоятеля на его странице в Фейсбуке. Вот митрополит Епифаний пишет: «Никак нельзя оправдать преступление против человечности, когда ценность человеческой жизни, дара Божьего просто нивелируется. Подобных трагических и болезненных страниц истории, к сожалению, у наших народов много. Эти раны и глубокие шрамы от них остаются в народной памяти навсегда. Молимся, чтобы Крым был освобожден от современных оккупантов. Молимся о свободе для нынешних крымских политзаключенных и утверждения на родной земле мира и правды». Это конец цитаты. Напомню, что это написал на своей странице в Facebook митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ, в этот день, 18 мая. И снова возвращаемся в Крым, где крымские татары, которые приходят возложить цветы или совершить в рамках карантина как можно в таком количестве людей совместную молитву, они это делают под присмотром. Вот в Симферополе сотрудники российской полиции дежурят в сквере возле памятного знака, установленного в память жертв депортации крымских татар 18 мая 1944 года. И крымчане, то есть одна информация нам сообщала наш корреспондент, а вообще жители Крыма такие фотографии тоже выкладывают. Есть эти фотографии, у нас есть подборки на сайте Крым Реалии. Пожалуйста, смотрите. В Керчи к памятнику жертвам депортации крымских татар также приносили сегодня на протяжении дня цветы. На железных конструкциях памятника, символизирующего поезд, на котором вывозили с полуострова крымских татар в 1944 году, повязаны голубые ленты. Есть фотографии на сайте Крым Реалии. Пожалуйста, заходите, смотрите. Нужно также сказать, что если вы следите за украинской повесткой, то вот сегодня в Киеве была акция в поддержку украинского общественного активиста Сергея Стерненко, и там на этой акции была объявлена минута молчания в память о жертвах геноцида крымско-татарского народа. И в Одессе, например, автопробег был посвящен Дню памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа. Это официальное название этого дня, поэтому так часто оно звучит. И вот, например, Борис Бабин, это экс-представитель президента Украины в Крыму, в 17-18 годах он занимал эту должность. Он опубликовал фотографии с места события этого автопробега из Одессы. Тоже там крымско-татарские флаги, флаги Украины.
Есть заявление от пятого президента Украины, главы парламентской фракции Европейской солидарности Петра Порошенко. Он заявил, что боль крымских татар – это боль всех украинцев. Далее процитирую Петра Алексеевича. Более 3/4 века отделяют нас от 18 мая 1944 года, когда Москва развязала геноцид крымских татар. Несмотря на время, наша историческая память жива. Целый народ оговорили, ограбили, разлучили с родиной. Кого не уничтожили, кто остался в живых, загнали в зоны спецпоселения на полупустынных территориях Центральной Азии, Урала и Сибири. Десятилетиями крымско-татарский народ вел смелую и настойчивую борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали самые лучшие сыновья украинского народа, а именно генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем, российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания. Это сообщение пятого президента Украины Петра Порошенко в Фейсбуке, которое он написал. И он также призвал вынести на рассмотрение Верховной Рады изменения в разделе 10 разделе Конституции Украины о создании крымско-татарской национальной территориальной автономии. Вы знаете, я вспомнила сейчас фрагмент. В прошлом году я была на показе документального фильма о депортации крымских татар. Он так и назывался, по-моему, 1944. Фильм, который был создан на тот момент, я помню, что при поддержке Министерства информационной политики и Минэджипар, которая тогда работала в этом ведомстве, была там, была, кстати, на то время первая леди, супруга Петра Алексеевича, на показе этого фильма. И я вам скажу, что я пожалела, что я туда пришла, по одной простой причине, что я весь фильм прорыдала. Просто так, как в самые какие-то страшные моменты жизни могут рыдать люди. И там было собрано несколько историй уже взрослых, очень взрослых уже людей, которые были детьми на момент депортации. И это достаточно не то что непростое, а просто адский ужасный период. Как это пережить, как с этим жить. И, конечно, понятно, почему своим детям передавали эту память, историю, потому что иначе советский же режим скрывал эти факты многие десятилетия. И историю крымско-татарского народа, за нее надо бороться было, за то, чтобы ее рассказать, за то, чтобы знать свой язык, помнить свою историю. Прочитайте историю Мустафы Джемилева, советского диссидента, который за это и боролся. Так вот, эти истории этих уже взрослых людей, которые на тот момент были детьми, ужасны. Не только тем, что случилось по факту, когда пришли домой рано утром и просто, не объяснив ничего, людей забрали, посадили в какие-то ужасные грязные поезда, без воды, без еды, без абсолютно каких-либо условий, без каких-либо условий. Там, где люди просто умирали, эти тела выбрасывали из поезда. Но что было дальше, когда людей привезли в места депортации, там, где им просто не было где жить, они жили в непонятных чуть ли не хлевах и даже хлевах. Самое страшное, что люди еще теряли друг друга. Кто-то умирал, а кто-то просто вот терялся в этих поездах за вот момент этого переселения. И вот несколько маленьких детей, которые потеряли свою маму, она потеряла их. И когда недели просто шли одна за другой, в голоде, в холоде, в абсолютном непонимании ситуации, когда это дети. Ну, представьте себе, что такое 5 лет, 10 лет, 3 года. И вот конкретная история женщины, которая неделями искала своих детей, искала где только можно, голодная, холодная, и просто главная ее цель была найти детей. Она их нашла. Она была почти без волос, потому что на нервной почве из-за всего, из-за стрессов выглядела ужасно. Она их обняла, они где-то вот на полу в какой-то каморке, они заснули в обнимку.
А на утро эти дети проснулись, их мать была уже мертва. Это такие реалии. И это все случилось на самом деле не так давно. В исторической перспективе это случилось не так давно. 1944 год. Это маленькие дети, которые проснулись в объятиях уже своей умершей матери, которая несколько недель не могла найти своих детей. Когда нашла, умерла. Это небольшой фрагмент из всего, что происходило, из всего, что пережил крымско-татарский народ. Не только в один день, потому что 18 мая – это день начала депортации, которая проходила несколько дней, а это потом недели, месяцы и годы выживания, а кто-то не смог выжить в условиях депортации, когда ты не у себя дома, когда с тобой не хотят говорить, когда тебе рассказывали не пойми что, и тебе никто не хочет помогать с тобой общаться, когда ты голодный, холодный, когда ты теряешь своих родных и близких. Об этом сложно говорить, но мы видим, что десятки, сотни активистов, чья семья это пережила, но также и люди, которые солидарны с трагедией крымско-татарского народа, они участвуют в подобных акциях для того, чтобы просто напомнить об этой дате. Напомнить или рассказать. У меня ощущение, что, конечно, надо больше рассказывать, потому что очень такими фрагментами мы это все знаем. Кто-то, к сожалению, вообще этого не знает. Знать это жизненно необходимо, особенно если вы считаете Крым своей родиной и своим тем местом, да, родным, близким. Надо знать историю своего края как минимум. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели еще один материал. И чтобы мы просто понимали, что, конечно, вот мы сейчас с вами едем в пробках в Киеве, автопробег, флаги, люди сигналят, что это трагическая дата, о которой люди хотят кричать, чтобы вот рассказать о ней. Истории семей, которых вот они хотят рассказывать, кричать, чтобы люди об этом знали, чтобы много-много людей об этом узнавали. Поэтому еще один материал, который предлагаю нам с вами посмотреть. Это история вот конкретной семьи. Очень показательно говорить в таких случаях конкретные какие-то истории, проговаривать. История семьи Абибулаевых из села Теберти Крымского. Это крымская татарка Шикуре рассказывает о принудительном выселении и о жизни своей семьи за пределами Крыма. Она вспоминает о том, как холодно их приняли в Узбекистане, как у них отнимали хлеб, называли их людоедами, а также о том, как ей удалось вернуться на родину. Вот такой материал. Мне кажется, достаточно интересно будет посмотреть. Поэтому давайте посмотрим. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, или просто вы хотите также поделиться своей болью, пишите, пожалуйста, под этой видеотрансляцией. Давайте посмотрим конкретную историю. Это село Тургеневка, а раньше Теберти. Сейчас это церковь, а раньше дом состоятельного крымского татарина. Дому 130 лет. Тут жил дед Шикуре Абибулаевой. Таких, как он, советская власть называла кулаками. Он в Крыму-то был богатый, кулак был, земли много у него было, очень работящий был. В селе все говорили на крымско-татарском. Тут жили лишь несколько десятков семей россиян и украинцев. Когда началась Вторая мировая, отца Шикуре мобилизовали, но на фронт отправить не успели. Когда нацисты вошли в Крым, командир сдал солдат. Отец рассказывал, что на 10 человек дали одну винтовку и 10 патронов. Вот так они там стояли. И уже наступили немцы, и Козлов, или этот Козловский, всех их сдал и сам ушел с немцами. Их всех забрали в плен. Вот этот дом семьи Шикуре забрали, а их самих загнали жить в подвал. У нас жил немецкий офицер, у него были 2 адъютанта, Костя и Дима, русские ребята.
И я видела, как часто привозили из Севастополя к нему девушек. Ну, мы не представляли, что это такое. С высокими прическами, красными губами. Для деревенских детей это очень странно было. В 1944 году Шикуре было 8 лет. Она хорошо помнит 18 мая, день, когда их всех депортировали. Утром нас разбудили на рассвете. И мама поднялась, конечно, мы все поднялись. Деда с штыком прямо в одну стенку, а дядя в другую стенку. Их держали, охраняли и солдаты. Мама нас собирала, мама успела нам по бокалу молока налить. И все, ничего с собой, ни документов, ни одежды, ни смены, ничего не взяли. Шикуре помнит, как их 3 недели везли в Среднюю Азию, без еды и воды, без уборных. А покойников не хоронили. И в этих товарных вагонах, вы знаете, там наступить некуда было. 3 дня нам окна не открывали, кушать не давали. Помню в казахстанских степях, как выбрасывали покойников. В общем, очень много умирало людей, детей, стариков. Родные Шикуре и еще несколько семей из их крымского села оказались в кишлаке в Узбекистане. Вспоминает, как люди умирали от малярии и дизентерии целыми семьями. Хорошо у нас с нами дедушка был, который нас спас. Он сразу устроился к узбекам, помогал сенокос, там он хозяйство очень хорошо знал. Единственная одна узбечка была соседка, которая тайком такую лепешечку принесет нам 4 раздели, детям кормила нас. Когда семье удалось перебраться в город Фергана, мать устроилась на фабрику. Дети по 5 часов стояли в очереди за пайкой хлеба. И когда мы подходили к дому уже, ребята, русские ребята, у нас выбивали этот хлеб с рук, играли в футбол, и притом произносили предателей, сволочи, людоеды, и потом грязный хлеб нам отдавали, а мы со слезами уже шли домой. После плена и войны вернулся отец, еле нашел семью и забрал в Таджикистан. Шли пешком, тайно. Оставлять место депортации было запрещено. Шикуре пошла в школу, выучила русский язык, потом в медучилище, стала медсестрой. Нам папа сделал деревянные колодки в школу ходить, обуви нет. И вот мы уже в техникуме учились, 3 месяца мы собирали хлопок. Но увозили нас далеко, поля далекие, как-то неудобно сказать. Мы в канаве стирали трусы, мокрые одевали на себе. Умирали девочки у нас от туберкулеза. Когда семье Шикуре удалось вернуться на родину, их дома были заняты. В особняке ее деда теперь церковь, раньше был детский сад. В жилище дяди и до сих пор почта. В доме родителей Шикуре поселились 2 семьи. Вот я ездила, там этот дом уже не узнать. Такой у нас шикарный двор был запущенный. А половину она продала татарам. Они добавили, пристроили времянку, в общем, закрыли, ухожен двор. Сейчас Шикуре живет с сыном в Симферопольском районе. Ее сын Нариман хочет справедливости для народа. Его судьбу он воспринимает так. До 1944 года, до 9 мая, уничтожали фашисты. После 1944 года, после 9 мая, пришли антифашисты и убивали тех, кого не убили фашисты. Эти преступления до сих пор замалчиваются. Он уверен, геноцид крымских татар нельзя называть депортацией, потому что этот термин, на его взгляд, может касаться только иностранных граждан. А данному акту геноцида есть определение. Насильственное переселение – это один из актов геноцида. Сын Шикуре много лет пишет в международные инстанции. Он требует, чтобы под эгидой ООН создали комиссию для передачи власти в Крыму коренному этносу, крымско-татарскому, который не имеет другой родины, кроме полуострова. Алексей Дорогань, Валерий Балаян для Крым Реалии. Мы возвращаемся на киевские дороги, конкретнее на Крещатик. Автоколонна уже приближается, можно сказать, что приближается, конечно, к Майдану Независимости. Но на самом деле, учитывая трафик, непонятно, сколько надо еще времени для того, чтобы добраться до Майдана, хотя пешком здесь 5 минут, но может быть даже меньше. Попросили в комментариях под нашей видеотрансляцией показать вам каштаны киевские.
Мы, конечно, насколько это возможно, попытаемся это сделать. Каштаны, конечно, есть, цветут. Пышные, красивые. Не так их много, как когда-то, но, тем не менее, есть. Поэтому вот что можем, то показываем по дороге. Я напомню, что мы в редакционном авто вместе вот с коллегами едем. Сопровождаем таким образом, смотрим за тем, как происходит автопробег, показываем это все вам. И, собственно, поговорить, безусловно, есть о чем. Ну, во-первых, нужно такой, мне кажется, еще важный фактор отметить, про который говорили уже, кстати, вот те несколько человек, с которыми мы успели пообщаться в начале нашего стрима. И, безусловно, ни одна подобная акция, которая вспоминает об истории, о последствиях действий советского режима, ни одно это событие не может обойтись как раз без того, чтобы не прошли какие-то ассоциации, например, да, или ссылки на то, что происходит в современном мире. Вот тут важно отметить, что, например, главы Министерств иностранных дел Украины, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением в День памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Они в этом заявлении выразили поддержку крымским татарам в их борьбе за свои права. Об этом и говорится в сообщении, которое опубликовали на сайте МИД Украины, Министерства иностранных дел. Далее процитирую фрагмент из этого сообщения. Трагедия крымско-татарского народа повторилась в 2014 году, когда Российская Федерация захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой частью Украины. Это вот цитата министерств
камерой на кнопку нажал. Так, ага. Так, мы вернулись в эфир. Простите за технические неполадки. Но мы в интересных условиях работаем. Ведем стрим, прямую трансляцию в Ютубе из автомобиля. Я уже повторюсь, скажу, что на моей памяти, во всяком случае, стрим, в котором я участвую впервые вот так, в таких условиях. Но это все потому, что автопробег, мы хотим его осветить, показать и в то же время поговорить с вами и об истории, и о том, какие заявления звучат. Прервалась трансляция, я просто еще раз, наверное, хочу вернуться к этой новости и к этой теме, которая так или иначе, когда мы общаемся с разными активистами или политиками, она всплывает, возникает, потому что многие говорят о том, что то, что с 2014 года происходит, это такая вот гибридная депортация крымских татар, неугодных, по-разному это называют, да, но тем не менее вот такая история есть. Было заявление сегодня, опубликовано нескольких министров иностранных дел нескольких стран, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Грузии, о том и с призывом, чтобы Россия прекратила оккупацию Крыма и вернулась в рамки международного права. И о том, что вот с 2014 года такие вот действия, они не то чтобы даже настораживают, но, в общем-то, что они являются такой вот в современном гибридном виде, по сути, вот тоже такими мерами депортационными. Так, мы смотрим с вами дальше, что же происходит в разных странах. Смотрите, посольство Украины в Литве почтило память жертв геноцида крымско-татарского народа. Во дворе дипломатического посольства в Вильнюсе подняли флаги Украины и крымских татар с траурной лентой. Вот такие новости. Также в этот день над зданием посольства Украины во Франции подняли флаг крымских татар. Новостей очень много из разных уголков земли. Еще один очень важный момент, который точно не мог остаться незамеченным среди крымских татар. Студия Карденис Продакшн 18 мая обнародовала видео, на котором крымско-татарская журналистка Лилия Буджурова читает свои стихи о депортации крымских татар. Это видео также вот можно найти, у нас есть ссылочка в нашем живом журнале на сайте Крым Реалии. Я могу только процитировать фрагмент. Депортация 1944 года до сих пор отзывается жгучей болью в сердце каждого крымского татарина. Этой болью пронизаны и стихи Лилии Буджуровой. Пусть они напомнят всем о тех страданиях, которые пришлось перенести крымским татарам, бесчеловечной волей, на полвека оторванным от родной земли, потерявшим в годы ссылки любимых, родителей, детей, братьев и сестер. И те, кто погиб, и те, кто остался жив, передали всем будущим поколениям завет никогда не забывать о трагедии народа. Это вот сообщение на сайте студии Карденис Продакшн к стихотворению Лилии Буджуровой. Я вот сейчас вспомнила картинки буквально из фильма Ахтема Ситаблаева «Кайтарма». Он есть в открытом доступе, вы можете найти в Ютубе очень легко в интернете, погуглить, посмотрите этот фильм. Там как раз история, это художественный фильм, но по реальным событиям. Вот просто, когда мужчина возвращается, так тизерно очень скажу, я уверена, что многие из вас видели, из тех, кто смотрит сейчас этот эфир, вот возвращается мужчина с войны и не может найти никого из своих родных, потому что всех выселили, вывезли, депортировали. А этот мужчина, герой Советского Союза, проявил себя очень хорошо на войне. И вот, собственно, с чем он сталкивается. Он герой войны, а семью его вывезли, депортировали. И, в общем, как это все состыковывается, как это все происходит в Хайтарме, Ахтема Ситаблаева, вы можете посмотреть. Очень легко ее найти. Для того, чтобы как-то визуализировать. Кстати, очень интересный момент, что насколько советская власть хотела вообще убить всю информацию об этом факте, о том, что вообще крымские татары не из Крыма, о том, что депортация была, о том, что за страдания были. Это все абсолютно, наверное, судя по тому, как это все происходило, но, в общем, не было никаких архивных
никаких архивных материалов. Сейчас найти фотографии, какие-то кадры, как Крым выглядел там, до Второй мировой войны, до депортации, безусловно. Какие-то картинки. Кстати, вы их можете найти также на сайте Крым Реалии, но это просто на вес золота информация. Я бы хотела, чтобы мы еще с вами посмотрели один материал, пока мы едем, потому что мы освещаем-то автопробег, едем в автомобиле, но пробки в Киеве такие, что мы едем достаточно долго, хотя небольшое расстояние нам осталось. Значит, еще один материал. Крымско-татарские дети, которые сейчас живут на материке, они рассказывают о народных традициях и о том, что они, эти дети, знают о депортации их бабушек и дедушек. Это эмоциональное видео достаточно, которое сняли студенты школы журналистики УКУ. Недолго это, буквально 3 минуты, но я думаю, что вам будет интересно. Так что давайте, дорогие, посмотрим видео, потом вернемся снова на автопробег. В чем он варится? Привет. Кто ты? Человек. Я мусульманка. Я крымская татарка. Ну, я родилась в Крыму, потом мы переехали сюда жить. Как бы ты нарисовала Крым? Я нарисовала татары танцуют на зеленой траве, солнце и голубое небо. Нарисовала горы и Черное море. Я тебе говорю Крым, а ты мне скажешь. Что? Радость. А что это учит? Это азан. Азан? Начался намаз. Вот ты маленький еще такой, ты уже делаешь намаз? Да. А как это происходит? Человек вот так делает, а потом вот так, ну и читает дуа. А потом он вот так говорит Аллаху Акбар и вот так делает. А потом он так говорит Аллаху Акбар и вот так нагинается, ну полностью. Ну, крымско-татарские традиции. Но мы живем ими. У нас без них никак. Хурбан Байрам, Ураза Байрам. Надо держать ураза до вечера, ну, то есть не пить, не есть, а потом ходить чами и ифтар. То есть там готовят плов. Как сделать вкусный плов? Надо чеснок взять, рис взять и взять горох и еще взять морковку. Не могу запомнить. Воду, соль прибавить и в чанах сделать, все это перемешать. Мне очень редко сны снятся. А если снятся, то, наверное, какие-то очень интересные. Ну, чаще всего мне снятся какие-то страшные сны, чем обычные. Те, кто умирал, их по дороге не давали хранить ни родным, ни никому. Их просто выкидывали с вагонов. Это было в 1944-м. Сдавали минут 5 на сборы, забрать самое необходимое. Их затаскивали в вагоны и вывозили в разные города. Все, некоторые умирали там от холода, от голода, от всего, чего могли. Кто пытался похоронить их, даже не ждали. Просто либо уезжали без них, либо как-то тоже убивали вместе с ними. Крым понадобился очень сильно России, и они это решили сделать. Они завоевывали, чтобы это их не были земли. Тяжело говорить на эту тему, потому что уже мы много раз проходили это. И, так сказать, от нас все никак не отстанут. И что ты думаешь по этому поводу? Что ты можешь сказать? Я бы такое сделала. Я крымская татарка, я до степных полей. Во мне течет сногайская кровь родины моей. Хоть многими годами народ мой был гоним, мы верность сохранили, и все вернулись в Крым. Ну что, мы вернулись с вами к трансляции, видеотрансляции автопробега.
мы уже вышли из машины, идем вдоль пробки на Крещатике, решили, что вот Володя Паутов решил, наш оператор, что так будет быстрее. Действительно, мы видим участников автопробега, которые стоят также в пробках. Буквально пару метров осталось для того, чтобы доехать до Майдана Независимости. Но этот путь оказался долгим. Автопробег посвящен Дню депортации крымско-татарского народа. Мы видим, что участники с флагами преодолевают столь непростой, казалось бы, путь. Мы возвращаемся на тротуар. Потому что возвращаемся на тротуар. Даже небольшие какие-то есть ДТП, в общем, проблемы. А простите, пожалуйста, вы вышли, вы также участник... Не? Вы просто вышли из машины. Мы идем по тротуару, как раз был заказ. О, я уже, кстати, вижу, вижу уже тех, кто, наверное, также идет на Майдан. Сейчас мы догоним людей, пообщаемся с ними. Почему? Потому что реально в пробках долго ехать, и пешком, конечно, получается быстрее дойти. Так, мы сейчас направляемся к Майдану Независимости. Вот каштаны, которые вы заказывали. Безусловно, весенняя такая уже природная архитектура. Но погода, конечно, и дождливая, и прохладная для этой акции. Смотрите, кого будем видеть, с тем будем общаться. Синевер Кадыров, салям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте, вы тоже из машины вышли, решили? Да. Но ребенок уже извелся, потому что, да. И как раз прогуляться, да? Да, будем говорить так. Потому что, колонну разорвала вот эта вот пробка на этих перекрестках, и здесь проще, наверное, так пройти. Да. Скажите, вот мы сейчас просто ведем, показываем вот этой трансляции, ведем в интернете трансляцию, показываем какие-то сюжеты, которые связаны с историей крымско-татарского народа, с депортацией. И вы знаете, все равно, во всяком случае, в интернете есть люди, которые или не знают, или как-то по-другому почему-то знают эту историю. Хотя так много уже, казалось бы, материалов разных. Но я вам скажу, когда я, например, на русском языке гуглю что-то в интернете вот на эту тему, то первые десятки ссылок — это российская версия, скажем так, да, истории. Как вам кажется, за вот эти вот несколько лет после 2014 года как-то продвинулись мы все в том, чтобы знать больше о том, что случилось в 1944 году? Привет! Селян. Вы знаете, вы очень интересно подметили. А вам не кажется, что за всем этим стоит просто элементарное человеческое, это вообще-то качество не характерное для нормального человека. За этим просто стоит не просто невежество, а порой хамство. Скажу почему. Вы понимаете, для любого нормального человека за столько лет, ведь это, скажем, можно было сказать, советский период, закрытая информация, очень сложная. И если люди непосредственно не соприкасались с крымскими татарами, можно было сказать, что не слышал, не знал. И это можно было понять. Понять сегодня и списать на неведение, это просто практически невозможно. Здесь же важно осознать, что мы действительно, здесь просто нельзя проигнорировать тот факт, что Советы смогли преодолеть всеобщую безграмотность. Да? Буквально все население было грамотным в том плане, что могли читать. Кто-то по слогам, но мог читать. И, скажем,
тогда был дефицит информации. Сегодня даже избыток информации. Нужно еще суметь в этом информационном, скажем, блоке вычленить этот хлам и так далее. И поэтому говорить, что не знают, не осведомлены, это не совсем правильно. Потому как... Это уже выбор, да? Это уже выбор в какой-то Да, скорее осознанный. Между прочим, осознанный, при том, что они не хотят признать, что они становятся с этого момента, когда это уже осознанный твой выбор, осознанная позиция, ты становишься соучастником этого преступления. Ведь преступление совершается не только ведь теми, кто активно в этом участвует, но и те, кто пассивно этому не сопротивляясь, но поддерживает. Это пассивная форма соучастия, даже спустя много лет. Потому как, я вам сейчас скажу, зачем говорить сегодня. Для Крыма эта тема уже была, ну, нельзя сказать, что закрытой, неизвестной и так далее, да? А это где-то 2007 годы, вот так вот, да? Когда проводили исследования, социологический опрос среди студентов ТНУ. 57% студентов ТНУ оправдали депортацию. Как вы можете это объяснить? И это ведь далеко не, скажем, не темная часть населения, это студенты ТНУ, да, университета. Это, собственно говоря, интеллигенция, да, предполагаю, будущая интеллигенция. Это авангард каждого народа. Интеллигенция, если она предполагает, ее статус – это авангард народа. И если этот авангард оправдывает эти деяния, то о чем мы можем говорить? Можем ли мы тогда вводить себя в заблуждение, говоря о том, что не знали, не слышали, с кем не бывает. Мне кажется, это уже это обрело несколько другой оттенок, где общество начинает просто до нынешнего, на заре, скажем, перестройки, все эти годы люди сначала не знали, потом узнали и начали многие стыдиться того, что, поддержать депортацию – это бесчеловечно, да? А сегодня уже, собственно говоря, осмелились оправдывать это и, в общем-то, зубоскалить, грубо говоря. Всего-навсего. Я вот так это понимаю, иначе я не могу найти этому объяснение. Что сейчас происходит? Вот вы говорите про студентов, да, это же, очевидно, преподаватели, это система образования, это школа. Что сейчас в Крыму? Это государственная политика, скажем, негласная, да? Которая есть. Какая сейчас ситуация? С вами же наверняка постоянно контактируют крымские татары, которые своих детей в школы должны отдавать. Я так слышала, что, конечно, там, где школа и класс полностью крымско-татарский, такого немного, к сожалению, там, где вот густота населения такая, да. Но там, где уже русскоязычная школа, ситуация может быть совершенно прям другой. Как с этим удается? Может быть, есть такие, знаете, примеры, как удается родителям, несмотря на то, что в школах рассказывают, все равно детям прививать и рассказывать ту историю их семьи, их народа, которую знают они? Собственно говоря, вы уже своим вопросом ответили. Это то, как нас... Ведь я не подвергался депортации. Депортации подверглись мои родители, я уже родился в депортации. И, собственно говоря, ходил в те советские школы, где также родители и учителя в местах компактов, где мы там жили. Они, собственно говоря, где-то не скрывали вот свое такое отношение. И при том родители умудрялись, скажем, буквально одним-двумя примерами или своей мимикой заставить усомниться в правдоподобности той информации, которую нам давали. Сейчас время повторяется. Я думаю, что да, повторяется. И это, вы знаете, вот то, что в России, это понятно. Сложнее, когда мы в Украине, где-то вот с
находимся, ну, не за межами того, как уже в России, но где-то вот в пределах вот этого. Посередине. Да, ну, мы недалеко отошли. Ведь, смотрите, эти 30 лет независимости должны были, собственно говоря, уже Украина должна была иметь свое видение истории, своей истории, да? Не в контексте российской имперской истории, а свою историю, которая, в общем-то, должна была уже расставить точки над «и». Ведь вы извините меня, по сей день стоит вопрос, кто были ОУНовцы, УПА и так далее. Были ли они коллаборационисты или были они все-таки борцы за свою свободу? И вот если мы поставим точки над «и», признаем Россию, а потом и Советы тоже как колониальный режим, тогда становится на свои места. До тех пор, пока мы не расставим точки над «и», да, вот в таких вот вопросах, общество постоянно будет переживать вот эту вот раздвоенность, потому что очень сложно себе объяснить. Это вроде бы твое государство, и в то же время ты сотрудничаешь с оккупантом, да? Тогда признайте, значит, это было не свое государство. В 18 году с образованием в Харькове, да, советского правительства, независимость Украины была остановлена, будем говорить, уничтожили независимость и по новой колонизировали, но уже под другим флагом. Но опять-таки это была российская политика колонизации вот, на колонизированных народов бывшей Российской империи. Все сложно, ну, вот где-то конечно, так. но да, иначе не получится. Дискуссия, понимаете, продолжается. Получается так, что есть еще одна правда для одних, другая для других. Это мы очень легко начинаем объяснять. Это называется демагогия. Ага, то есть, да. Ага, это интересно, кстати, аргумент. Мы с вами сейчас, видите, не выдержали, и вы, и мы в пробке выскочили из машин, чтобы на Майдан быстрее добраться. Как вы думаете, что вот несмотря на то, что карантинные меры, несмотря на то, что, конечно, людям сложнее приходить на какие-то митинги, да, но все-таки удалось организовать и автопробег, и такую встречу на Майдане. Вы вообще вот из года в год посещаете мероприятия в Киеве. Вы довольны количеством людей? Или все-таки вас расстраивает то, что не так достаточно? Вот я особенно говорю не от тех, кто из Крыма, потому что знание истории и боль понятно, да? А именно о тех, кто, может быть, там и киевляне, и, может, жители других. Если вам надо ответить, отвечайте, да. Нет, это как раз-таки с Крымом, да. Ага. Я сейчас как раз-таки... Мусема, давай я перезвоню Дианам, я сейчас в эфире. Давай, я перезвоню от сестренки с Крыма, да. Здесь, вы знаете... довольно-таки интересный момент. Да, мы тоже каждый раз, подводя итоги или готовясь к очередному мероприятию, всегда стоит вопрос количества участвующих. Мы не можем, конечно, согнать не Советский Союз, да, Советский Союз давал разнарядку, и все строем шли. В этом нет необходимости. Другое дело, это как раз-таки может быть как раз-таки тот момент, когда украинское общество, ну, по большому счету, не очень сопереживает, и оно не то, что не осознает, оно как бы рассматривает это, что это не моя боль. Я не призываю нашу трагедию признать украинцев своей трагедией. Я просто призываю общество к тому, чтобы пример вот нашей такой трагичной, да, страницы явился для общества сигналом к тому, чтобы это никогда ни с кем не произошло вновь.
Ведь, собственно говоря, есть же некая такая, будем говорить, да, информация, но это больше, ну, домысл, можно назвать домыслы. Хотя я предполагаю, что не исключено, что и был действительно такой посыл у советского правительства, что украинцы бы тоже хотели бы выслать, но очень большое количество людей, и именно это решил вопрос того, что украинцы остались на своей земле, хотя много других подвергли все равно высылке, и Голодомор подчистил, да, грубо говоря, извините за такое вот, но речь идет, я еще раз повторяюсь, речь идет не о крымских татарах, а о самом преступлении против человечности и человека. Об этом речь. Спасибо вам огромное. Вас оторвали немножечко на несколько минут от семьи. Внук прям это, еле отпустил вас. Счастливо. Спасибо за комментарий. Спасибо. Пообщались мы с Синевером Кадыровым. И вот мы уже с вами на Майдане Независимости. Хотя, посмотрите, вон автомобили из автопробега с флагами крымско-татарскими еще до сих пор, видите, едут. И достаточно их много. Вот, конечно, киевский трафик дает о себе знать таким образом. Ну, мы уже зато пешком дошли и даже пообщались. Достаточно интересный разговор у нас состоялся. Я сейчас загляну в комментарии, что вы там пишете под нашей видеотрансляцией в Ютубе. Напомню, что видеотрансляция в Ютубе Крым Реалии, которую ведем вот мы, Владимир Паутов, Катя Некречия, для вас с автопробега. 18 мая. Дата очень важная, как мы только что слышали от Синевера Кадырова, и для крымских татар понятно, это их история, но и для Украины в целом, и вообще для человечества, потому что то, что случилось в 1944 году с крымско-татарским народом, с другими народами, которых также выселяли в те дни, да, что это преступление против человечности, то есть против каждого из нас получается. И вот несмотря на то, что карантин, конечно, людей гораздо меньше, чем было, например, на акциях, подобных в прошлом году, в позапрошлом году в Киеве. И вообще, в принципе, в центре Киева прям сильно меньше людей, это понятно. Хотя кто-то может сказать, а все равно же люди есть, видите, несмотря на карантин. Я скажу, что мы подходим к тому месту, где сбор участников. Я уверена, что мы с кем-то еще обязательно пообщаемся. Но, возможно, мы с вами еще сможем посмотреть один материал. Мы посмотрели с вами уже про историю и про детей, да, и, в общем-то, тут нужно сказать, вот как раз, понимаете, вот я сейчас читаю подводку к материалу, все очень в тему, все очень плавно. Да, в Советском Союзе депортации подвергались не только крымские татары, миллионы представителей других национальностей, в том числе украинцев. Синевера об этом уже тоже рассказала. История, конечно, преступлений советского режима, режима Сталина против человечности, против разных национальностей, она велика. Ну вот, как в СССР насильно переселяли людей, почему историки сравнивают это с геноцидом, мы сейчас можем с вами посмотреть вот в этом видео замечательном наших коллег, которое в некотором смысле в этих темах и сможет расставить все точки над «и». Смотрим. Пик массовых сталинских депортаций приходится на период Второй мировой войны. С начала 40-х годов число принудительно переселенных граждан Советского Союза превысило 3,5 миллиона человек. Их лишали права жить на своей исторической земле, отбирали имущество и выселяли в малообжитые районы, где часто не было никаких условий для жизни. Несогласных арестовывали, некоторых расстреливали. Официальная причина принудительных переселений – государственная измена. По версии власти, все выселяемые якобы сотрудничали с гитлеровскими захватчиками или потенциально были способны на предательство. Доказательств того, что это действительно было так, не нашлось. Но корейцы, немцы, финны, карачаевцы, калмыки, балкарцы, крымские татары, турки-месхетинцы, ингуши и чеченцы – всего представители более 50 национальностей все равно стали жертвами депортации. В первую очередь в неблагонадежные попали этнические немцы. Их начали высылать в отдаленные районы внутри СССР уже в 1941 году.
Через год, в 1942-м, Сталину доложили почти о 700 тысячах депортированных немцев в Сибирь и Центральную Азию. В Казахстане многие немцы оказались в Карагандинском исправительно-трудовом лагере. Еще через год, в 1943-м, в Казахскую и Киргизскую ССР принудительно отправили почти 70 тысяч карачаевцев. Саму Карачаевскую автономную область ликвидировали. Такая же участь постигла Чечено-Ингушскую АССР. Ее расформировали в 1944 году. До 500 000 чеченцев и ингушей переселили в Казахскую и Киргизскую ССР. Сюда же принудительно отправили из Кабардино-Балкарской АССР порядка 40 тысяч балкарцев. Одна из версий депортации огромной массы людей именно в Казахстан и Кыргызстан – экономическая. В военные годы в эти регионы эвакуировали значительное число промышленных объектов из Центральной России и Украины. И этим заводам остро не хватало дешевой рабочей силы. В другие центральноазиатские республики принудительно депортированных выселяли в меньшем количестве. В 1944 году началось переселение крымских татар. На их депортацию советская власть выделила всего 3 суток. За 72 часа из своих домов были изгнаны более 200 тысяч крымских татар. Большинство из них отправили в сельскохозяйственный Узбекистан, незначительную часть в прилегающие районы Казахстана и Таджикистана. Насильственная депортация осуществлялась силами НКВД. На сборы специальным переселенцам давали всего несколько часов. Куда их отправляют, людям не сообщали. Имущество и хозяйство у выселенных конфисковывали. Так называемых неблагонадежных и предателей в наглухо закрытых и переполненных вагонах увозили за 1000 километров от родных мест. В пути у людей не было ни еды, ни теплой одежды, ни медобслуживания. Спустя годы очевидцы расскажут, как в эшелонах погибали тысячи и тысячи людей. Тяжело было не только по пути к спецпоселениям, но и на местах. Люди жили в окружении вооруженной охраны, за колючей проволокой, занимались тяжелым физическим трудом. Многие переселенцы из южных регионов уже в первую же зиму умирали от морозов, другие погибали от болезней и травм. До сих пор нет точных данных о реальном количестве жертв тех депортаций. По оценкам разных исследователей, за первые годы насильственной высылки от голода, истощения и болезней умерли от 20 до 40% переселенцев. Иными словами, сталинские депортации истребили от 700 тысяч до 1,5 миллиона человек. По этой причине многие историки приравнивают их к геноциду. Массовые переселения народов как ничто лучше указывают на правовую незащищенность людей в СССР и беспредельный произвол советской власти. Так, мы возвращаемся в эфир. Вот как вам материал? Напишите в комментариях, что вы скажете вообще об этом. Мы уже на Майдане Независимости, несмотря на пробки, активистам, всем участникам автопробега удалось добраться. Кто уже на полпути на Крещатике пешком пошел, кто все-таки на машине доехал. Но, тем не менее, место сбора здесь Майдан Независимости. Безусловно, в карантинный период людей сильно меньше, часть в масках мы видим, ну, мы в масках точно на работе, видим флаги крымско-татарские. Давайте попробуем пообщаться с людьми, которые пришли сюда и, собственно, послушать, почему, несмотря на карантин, они решились, пришли. Ой. Вот. И, собственно, какая у них цель, да, потому что политиков, активистов, когда мы слушаем, это, конечно, одна история. Когда люди приходят сюда вот просто, реально просто так, которые нигде не политики, не активисты, не журналисты, это уже совсем другое дело. Так, сейчас попробуем мы кого-то найти. Тут уже много журналистов, поэтому сложно понять, кто журналист, кто нет. Привет, ребят. Можно с вами пообщаться? Да. Крым Реалии, прямая трансляция. Представьтесь, если можете, расскажите, почему вы решили принять участие в сегодняшней акции? Зовут Ильми, потому что мы крымские татары. Это траурный день. Каждый год мы выходим и как-либо проводим его. А сколько лет подряд, может быть, ты принимаешь участие в таких акциях вот здесь? Я лично? Да.
около, возможно, 10 лет. 10, 11, может. А первая акция какая-то, и где это было? В Крыму? Конечно, в Крыму. Расскажи. Лет в 5-6, наверное, мне было. В Бахчисарае, в городе, в котором я родился, жил, вплоть до переезда в Киев. Но это был первый раз. Это сильно по картинке отличалось от того, что в Киеве можно себе представить на Майдане Независимости? Конечно, да, однозначно. Совсем другое количество людей и, в принципе, проводится совсем иначе. Слушай, когда начали говорить, я так сразу на «ты», прости, но когда с тобой начали говорить родители, когда тебе начали рассказывать об истории своей семьи, народа, вот ты помнишь? Поскольку я жил в Бахчисарае, в Крыму, с очень раннего возраста, максимально, вплоть, наверное, с 5-6 лет, с первого класса однозначно уже начали рассказывать. К тому же я учился в крымско-татарской школе, и эта тема тоже достаточно часто поднималась. Сверстники, с которыми ты виделся там, вне школы, потом где-то в компаниях на улице, не крымские татары, они наверняка не обладали, может быть, 10% той информации, которой обладал ты. Они не интересовались ей так сильно, конечно, да. К тому же все-таки культурные их родители не поднимали ее за стол, грубо говоря. Тебе удавалось как-то рассказать на своем примере, может быть, чуть-чуть, ознакомить людей? В этот раз, грубо говоря, я всем сказал, куда я еду, и многие поинтересовались, что да как. Я сказал, что вот уже больше 70 лет назад произошел такой траурный день в 1944 году. И кто-то интересовался, да, кто-то знал, в принципе, изначально по истории. Ильмин, ты, получается, рос, сколько тебе лет? 18. 18 будет, да? То есть ты рос, у тебя историческая память одна. Ты знаешь историю своей семьи, историю своего народа. Тут же у тебя рядом в Крыму твой друг, подруга, знакомый, они не владеют почему-то той информацией, или она у них абсолютно может быть другая. Как вот эти вот моменты ты переживал? Объяснялся ли ты как-то со своими вот этими вот сверстниками? Может быть, вы обменивались вашими историческими данными? Вот это у тебя возникали какие-то сложности вместе с этим? Или ты, может, какие-то яркие моменты запомнил? Нет, скажу так, просто и я недостаточно хорошо знаю, например, историю Украины. Возможно, так, как знают другие украинцы. Про Польшу и Украину, про Львов, про Гетьманщину и так далее. Поэтому здесь не было ничего особенно сложного. Просто порой люди, слишком мало вообще знали про это и совсем не понимали, что сегодня за день. Почему ты говоришь, я не могу пойти сегодня гулять, потому что 18 мая. То есть, с чего вдруг? То есть, в принципе, не скажу, что какие-то сложности создавались. Именно по отношению у меня с моими товарищами и знакомыми. Может быть, время уже другое. Наверняка ты слышал истории от людей постарше. Там даже вот те, которым 35-40 лет, они сталкивались в свои школьные времена с тем, что их одноклассники не сильно понимали, кто такие крымские татары, а почему вы здесь, и боялись где-то в какой-то степени. То есть вот эта советская пропаганда, она еще дала отпечаток свой вот даже на людях такого тоже молодого возраста, 30-40 лет. У тебя такого не было, я так понимаю? У меня нет. Опять же, вообще, у меня, в принципе, около 95% товарищей, друзей, знакомых были крымские татары. В принципе, Бахчисарай — это один из городов, который имеет большую часть населения, особенно в тех районах, в которых я жил, среди крымских татар. Поэтому нет. А среди людей постарше, часто говорили об этом, что были какие-то ущемления, незнания и так далее в их сторону. Сейчас твои, может быть, знакомые пишут, что они в Крыму делали, возлагали ли цветы, как проходили. Может быть, кто-то тебе сообщал, потому что из новостей то, что мы видим, что очень много полиции было и силовиков, которые дежурили, можно сказать, в тех местах, куда приходили крымские татары возложить цветы. И вот в такой ситуации это все происходило. Может быть, с тобой делились как-то? Или ты следил за новостями, как это все происходит? Я пока еще не следил, еще не успел. Но вчера я списывался и созванивался со своими знакомыми из Крыма, конечно, спрашивал, будут ли они что-либо делать в своих городах, в своих селах. И они, частично говорили, что планируют что-либо, но, возможно, они тоже не ожидали такой ситуации, что повсюду будет полиция, штук и так далее, патрулировать. Поэтому на данный момент не знаю. То есть это могло стать причиной, почему люди не вышли, да? Да, возможно, страх какой-либо.
Да. Спасибо огромное, что ты поделился и тем, почему пришел, и своей историей. Это интересно достаточно услышать. Спасибо огромное. Вот такие, чем я люблю, конечно, общаться с множеством людей разного возраста, потому что у каждого есть своя еще история, непременно связана с историей своей семьи. И, собственно, это вот и как разные поколения, вы посмотрите, они себя ощущают и с чем они сталкиваются в Крыму. Да, вот буквально 10 лет разницы, и уже такие разные истории. Ну, это, конечно, интересно. Я напомню, что мы находимся на Ютубе Крым Реалии, прямая трансляция наша. Вы можете задавать вопросы, я буду стараться, конечно, следить за комментариями. Мы показали немало исторических, интересных материалов, и если вы пришли смотреть эту видеотрансляцию, у вас было там 0 информации, 0 каких-то знаний, то, конечно, выйти уже из этой трансляции вы сможете немного другими. Мы находимся на Майдане Независимости в Киеве, и добирался сюда каждый, кто как мог. В основном все ехали на автомобилях. Автопробег, который с района Левобережный был. Мы с вами видели, как это происходит, сами ехали. В общем, и приехали. Вот сейчас готовится все к официальному митингу. Мы посмотрим, что здесь будет. Доброго дня, друзі. Селям алейкум, урметлі ватандашлар, достларым. Будь ласка, кожен охочий візьміть до рук портрети наших політв'язнів. Я спробую пояснити, друзі. У нас є буквально декілька хвилин. Чому я пов'язую сьогоднішню депортацію, цей геноцид проти мого народу 18 травня 44-го року саме з сьогоднішніми переслідуваннями наших громадян, наших співвітчизників на тимчасово окупованому Криму. Це теж, як кажуть, в кожних судах, наші політв'язні, в кожних судах, які відбуваються проти них, вони кажуть, що це продовження цього геноциду, який почався навіть не 44-го року. Це ще за часів, це на мій погляд, це ще за часів царської Росії, за часів Екатерини, коли теж такі факти. Я дійсно підтримую наших бранців Кремля, коли вони кажуть, що сьогодні суди та переслідування над ними – це продовження геноциду над нашим народом. Це дійсно так. Я від цього серця дякую вам, друзі, що ви прийшли. Нас, хоч і не так багато, але задум дійсно в нас був дуже добрий. І хто, як не ми, кримчани, тут, я підкреслюю, тут знаходяться не тільки мої співвітчизники, кримські татари, тут знаходяться ще українці, які вимушені були після окупації Криму виїхати з тимчасово окупованого Криму. І я їм теж щиро дякую, друзі, що ви мене підтримали, що продовжуєте підтримувати мій народ в своїй боротьбі за наші права. Я понял. Ви бачите на плакаті, це зробив один кримський татарин, хлопець. Для мене це не просто картинка. Для мене цей потяг – це той локомотив, який намагався знищити мій народ 18 травня 44-го року.
сьогодні наслідником тодішнього Радянського Союзу є сьогоднішня путінська Росія. І вони теж продовжують свої злочини проти наших громадян, проти українців, кримських татар у тимчасово окупованому Криму. І це не можна відокремлювати, це дійсно можна лише зв'язувати. Це дійсно так. І кожен кримський татарин, сьогодні, ви знаєте, багато з вас бачили, що навіть у Криму, навіть після таких масових вручень попереджень нашим співвітчизникам, вони все одно вийшли. Вони все одно вийшли біля пам'ятників, вони вийшли до вокзалів, звідки вивозили тоді мій народ. Вони не злякались. І ми, як дійсно громадяни, кримчани, які проживають зараз на вільній землі, у серці нашої країни, наш борг перед ними, перед нашими кримчанами, які зараз борються там у Криму. Попри все, попри переслідування, попри арешти, наш борг підтримувати їх. Дякую їм. Benim yüreğim sizinle, моє серце разом з вами. Sizin kurešiniz devamlı olacak. Ваша боротьба буде продовжена, безперечно. І якщо дозволите, я хочу надати слово Ахтем Ага Чийгозу. Ахтем Ага Чийгоз зараз спілкується, вже підходить. З вашого дозволу я зніму. Зараз Мустафа Ага теж не всі ще доїхали, тому що самі бачите затори, але декілька хвилин і Мустафа Ага теж підійде до нас. Дійсно, дуже велика подяка всім в Україні, тому що, незважаючи на те, що пов'язані обставини з карантином не дали, як раніше, організовувати великі заходи, але громадяни України самоорганізувалися і по всій Україні зараз і автопробіги, і такі от заходи, як ми зараз на Майдані. Це дуже важливо. Коли ми кажемо, що Крим – це Україна, це, по-перше, коли кожен українець вважає, що Крим ми ніколи не забудемо, ні як це, заморозить, підвісить. От цього не буде. І українці разом з нами будемо боротись за визволення Крима. Ніколи він буде повертатись, але повернемо. Але коли у нас буде краще, вони самі захочуть до нас, це все, це брехня. Там ні окупант, цей терорист, він нікого питати не буде, що вони там вважають і тим паче, що вони там хочуть. Тому я вважаю, що трохи складна така ситуація в нас в державі, але те, що ми друг другу зараз отак відчутно відносимося і чуємо один одного, і от тут разом і наші воїни є, і де б не були по Україні, нам завжди наші брати українці кажуть, ми за Крим будемо драться, і ми обов'язково цього врага вишвернемо з нашої території. І це теж дуже важливо для наших громадян в Криму.
сьогодні, незважаючи на той терор, на те, що тисячами дали ці предупреждення о екстремістській діяльності, недопустимості по всьому Криму наші шанують жертв депортації, але є такий подтекст, вони демонструють такий супротив проти окупанта, тобто показує, що ми не покоримося, не підчинимося, і знає, що за це їх далі будуть переслідувати. Але дуже вірять в Україну, в нас. І те, що ми зараз робимо, це їм дає рух, дає надію і впевненість. От нам треба кожного дня давати їм впевненість в тому, що ми війдемо в Крим і освободимо Крим. Дякую. Çok sağ olun Сахтимова. Так дійсно, як ніколи, наші кримчани потребують цієї підтримки. Вони дійсно дивляться на нас, на наші дії, на наші слова, на наші кроки, що робиться для того, щоб Крим звільнився, що робиться для того, щоб кращі сини наших народів нарешті звільнилися, нарешті були на свободі. І може ця невеличка акція теж якось підтримає їх. І ви знаєте, я не політичний діяч, я не якийсь лідер якогось руху, я звичайний кримський татарин, в якого болять такі дні не тільки в мене, всього мого народу. І я не зі слухів знаю, що це таке. Що це таке, коли тебе позбавлюють батьківщини. І, друзі, я хочу ще раз вас попросити трошки відійти назад, щоб наші друзі, пані Наталя Лютікова та інші наші друзі змогли зі свічок зробити тамгу, яка буде символізувати тамгу. Це герб кримських татар. Спробуємо запалити ці свічки, які будуть символізувати боротьбу кримських татар, підтримку кримських татар в їх боротьбі. І так, друзі, хто може, дійсно, підходьте та допоможіть викласти тамгу. Це важливо для нас усіх і важливо для наших кримчан. Я хочу надати слово ще одному політв'язню, якого багато хто з вас знає, з яким я сидів в одній в'язниці Сімферопольському СІЗО окупованого Сімферополя. І з радістю надаю слово Володимиру Балуху. Я, по-перше, хочу всім подякувати, всім, хто прийняв участь у сьогоднішній акції. Я точно не буду довго щось говорити. Хочу лише провести таку аналогію, паралель між історією кримсько-татарського народу і долею українського народу. В нас спільна боротьба за нашу і вашу незалежність, за нашу і вашу свободу. І дуже знаковий день сьогодні, день, можливо, найвищої точки мерзенності кремлівської, цієї імперської манії величі, яка бере на себе відповідальність, навіть не відповідальність, а вважає себе вправі отак із долями інших народів робити такі вчинки,
який 76-ту річницю якого ми зараз, пам'ять жертв якої ми зараз вшановуємо. Тому, друзі, я сподіваюся, що ми з вами не всі доїхали, я так розумію, із тих, хто вирушали в цей автопробіг. Але я щиро вдячний всім, щиро вдячний за пам'ять і за те, що тема Криму, тема українського Криму і тема історичної пам'яті і справедливості, вона от зараз тут, в серці України, в серці Києва озвучена. Дякую всім. Дякую вам, пане Володимир. Так, дійсно. Хто, як не ми, кримчани, знаємо, що це таке. Коли окупували твою батьківщину? Хто, як не ми, знаємо, що це таке, коли окупували твою батьківщину? Хто, як не жителі окупованого Донецьку, Луганську, знають, що таке, коли окупант прийшов до тебе в будинок і намагається змусити тебе жити по своїх правилах. І це буде боліти досі, доки злочинець не відповість за свої злочини. Я, як кримський татарин, я впевнений, скільки б нам не довелось чекати, скільки б років не пройшло, за усі ці злочини проти людяності у 44-му, у 14-му, до сьогоднішніх днів проти злочинів проти наших громадян злочинці повинні відповісти. І з нашого боку ми, як адекватні, активні громадяни цієї країни, повинні цей день наближати якомога швидше. Я закликаю усіх, не лише політичних діячів, я закликаю світову спільноту нарешті допомогти нам, кримським татарам, щоб ця трагічна дата для мого народу, вона була прийнята як геноцидом. Депортація кримсько-татарського народу у 44-му році була прийнята і в кожній країні була прийнята як депортація, геноцид кримсько-татарського народу. Я можу вкратце вам, якщо зможу розказати вам, що було тоді. З розповідей моїх дідусів та бабусів, це дійсно були жахливі часи. Коли я чув тоді, будучи дитиною ще, чув ці жахливі розповіді, я не міг стримувати сльози. Я дійсно плакав, я вже дорослий чоловік, я досі, коли чую якісь такі історії, які пов'язані з моїм народом, пов'язані з депортацією кримсько-татарського народу, з геноцидом проти мого народу, я починаю плакати. І ці сльози не сльози розпачу чи якоїсь поразки. Це моя біль. І це дійсно не можна знайти ці слова, якими можна описати, що відбувалося тоді. Коли депортували, коли більшість чоловіків були на фронті, захищали Радянський Союз, ганебний режим Сталіна просто ввірвався в будинки кримських татар, до жінок, до дітей, до людей прихилого літнього віку. Просто беззахисних людей взяли та погрузили у вагони, які придатні лише для тварини. Звісно, що в таких нелюдських умовах майже 50% моїх співвітчизників, кримських татар, не змогли пережити.
вони не змогли пережити цей довгий шлях до місця окупації, а це Середня Азія, це Урал. І ви знаєте, не лише цей довгий шлях, не лише цей шлях вбив частину мого народу, а ще умови, в які вони потрапили. Це теж були жахливі умови, у зв'язку з чим були такі втрати серед жінок, втрати серед дітей. Як з розповідей наших батьків, дідусів, бабусів, увесь цей шлях, куди депортували мій народ, майже увесь шлях, де проходили ці вагони, вони усіяні тілами моїх співвітчизників. Ви можете собі уявити, що увесь цей шлях, можливо, кожний кілометр, на кожному кілометру цього шляху помер кримський татарин, помер, може чиїсь дідусь, може мій родич. Ви знаєте, у нас є ще час, я можу дійсно розповісти історію з своєї родини. Мене назвали на честь мого дідуся Смаїла, який, я вже казав, який воював за Радянський Союз, який не зміг повернути після закінчення Другої світової, повернутися до Криму. Він вимушений був поїхати до Узбекистану і шукати там своїх близьких, своїх родичів. На жаль, він не зміг повернутися до батьківщини. На жаль, він похований у містах депортації. І я радий дійсно представити, що до нас приєдналися 5-й президент України Петро Олексійович Порошенко та лідер нашого народу Мустафа Джемілєв. І з радістю хочу надати слово до Мустафа Джемілєва, щоб він сказав деякі слова. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, дорогие сограждане, я, во-первых, благодарю всех вас, что вы здесь собрались. Мы ежегодно отмечаем годовщину депортации крымско-татарского народа. Хотя тех людей, которые подверглись непосредственно этой депортации, многих уже нет в живых, они похоронены на чужбине в местах ссылки. А те дети, которые родились как раз в годы депортации, стали такими старцами, как я. 76 лет уже прошло, мне тоже 76 лет. Но мы будем отмечать всегда эту дату, будем всегда, потому что это преступление, не знающее сроков давности, было покушением на существование народа как нации. Цель россиян заключалась в том, чтобы очистить Крым от ненужных с их точки зрения элементов и сделать Крым чисто русской территорией, так сказать, расширить русский мир. И поэтому не случайно указом президента, исполняющего обязанности президента тогда в 2014 году, от 16 мая 2014 года 18 мая был провозглашен как День национального траура и одновременно как День борьбы крымско-татарского народа за свои законные права. Поэтому сегодня мы отмечаем две даты. После депортации оставшиеся в живых крымские татары более полвека боролись за возвращение на свою историческую родину и восстановление своих законных прав. И мы уже при независимой Украине, мы уже с помощью украинского государства возвращались и восстанавливали свою национальную жизнь. И теперь снова, в 2014 году, российские танки, российские вооруженные силы захватили и оккупировали наш Крым. Но сейчас мы не одиноки.
Если в советское время мы с этим огромным таким жестоким режимом практически боролись один на один, то сейчас вместе с нами украинское государство. Вместе с нами все цивилизованное общество, все демократические силы мира. И мы надеемся, что очень скоро Крым будет возвращен, оккупанты будут изгнаны, и, может быть, Россия когда-то станет цивилизованным демократическим государством. Я еще раз благодарю вас, что вы здесь собрались, чтобы выразить солидарность с нашим народом. Сейчас по всему миру решением министра иностранных дел Украины во всех посольствах, консульствах за рубежом подняты крымско-татарские флаги. Сделаны заявления президента о депортации. И сегодня было принято решение о создании рабочей комиссии, которая будет работать над принятием ряда документов, направленных на полное восстановление прав крымско-татарского народа, на изменение Конституции в части 10, касающейся автономной республики, о преобразовании этой республики в национально-территориальную республику. Это не только шаг в направлении восстановления законных прав крымско-татарского народа, но и, я думаю, будет существенным шагом деоккупации Крыма, освобождения нашей Родины и восстановления территориальной целостности нашей страны. Спасибо за внимание. Чохсаланс Мустафага, дуже дякую вам за такі слова підтримки. А зараз я хочу надати слово п'ятому президенту України Петру Олексійовичу Порошенку. Дорогий Мустафа Ага, дорогий Ахтем Ага, дорогі друзі, які зібралися на цьому святому місці, Майдані Незалежності України, дивляться нас по телебаченню. Дорогий багатосоттисячний кримсько-татарський народ, який перебуває зараз на окупованій території, але точно дивиться і чує нас в цей святий день. День трауру і день боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 44-го року, вже більш як 3/4 століття пройшло з тих часів, коли Кремль і Москва організували справжній геноцид цілого народу. Кремлі покидали свою землю, заплативши сотнями життів. Оббріхані, знущання, організовані над цілим народом, покидали з твердою впевненістю, що справедливість буде відновлена. І кримські татари повернуться на свою рідну батьківщину. Страшні тортури пройшли кримські татари. І назавжди в лексикон кримсько-татарський увійшло жахливе слово «сюргун» – депортація. Але діючі окупанти не вивчили уроків історії. І сьогодні вони виявилися прямими нащадками Сталіна. І навіть зараз в Білогорську, коли відзначалася 76-та річниця депортації, вони наважилися підняти величезний портрет Сталіна і кричали: «Можемо повторити». Цим відрізняємося ми від них. Ми під час вшанування пам'яті загиблих в Другій світовій війні кажемо: ніколи знову. Вони
кажуть, можемо повторити. Але ми сильніші. Українці завжди були пліч-опліч і поруч з кримськими татарами. Як генерал Петро Григоренко, який уже після хрущовської відлиги, під час брежнівських заморозків в 1968 році наголосив те, що вони зробили проти кримського татарського народу, є чистісінький геноцид. Найстрашніший злочин проти людства. І на сьогоднішній день ми, українці, кажемо, ми є кримські татари. Ми пліч-опліч демонструємо солідарність з кримсько-татарським народом. Ми маємо об'єднатися для того, щоб звільнити від окупантів кримську землю. І для мене є велика честь, великий гонор, що в складі нашої команди є такі лідери кримсько-татарського народу і справжні герої України, як Мустафа Джемільов і Ахтем Чийгоз. І я твердо переконаний, що зараз кожен українець, незалежно від політичних симпатій, вподобань, незалежно це влада чи опозиція, має об'єднатися для того, щоб спільними і рішучими зусиллями провести зміни до Конституції частині 10 щодо національної автономії кримсько-татарського народу в складі єдиної України. Рішучі зусилля по звільненню окупованого Криму і окупованого Донбасу. І дозвольте висловити тверде переконання, що жовто-блакитний український прапор і прапор кримсько-татарського народу будуть майоріти вже дуже скоро над звільненням від російської окупації українським Кримом. Слава мужньому кримсько-татарському народу і слава Україні! Героям слава! Щиро дякую за теплі слова. А зараз, друзі, хвилина мовчання за загиблими моїми співвітчизниками під час ганебного геноциду 18 травня 1944 року. Всім дуже дякую, друзі. На цьому наш реквієм, такий невеличкий реквієм, який пов'язаний з 76-ю роковиною геноциду над моїм народом. І ви можете також побачити в руках наших друзів портрети наших політв'язнів. І тих, кого викрили, тих, кого вбили. На жаль, це сьогодні відбувається в нашому окупованому українському Криму. І вони чекають на нас, чекають нашої підтримки, вони чекають на звільнення. Тому я дійсно підтримую наших політв'язнів,
А ви знаєте, що усі наші політв'язні, Сервер Мустафаєв та усі наші політв'язні у всіх цих судилищах, які відбуваються проти них у російських судах, вони кажуть, що гібридна депортація кримських татар сьогодні продовжується проти них. Їх сьогодні депортують у російські тюрми. Їм дають жахливі строки. І тому я усіх дуже прошу, розповідайте про цих хлопців, розповідайте, це дійсно кращі сини наших народів. На цих портретах не тільки кримські татари, на цих портретах і українці, які не злякались, які боролись. Зараз вони в тюрмах, вони чекають на нас. Пам'ятайте, завжди пам'ятайте про це. На цьому наш реквієм закінчується. Усім щиро дякую, що прийшли та підтримали нас. Чох саунус. Крим – це Україна. Слава Україні, слава кримсько-татарському народу. Ja. Так, мы возвращаемся возвращаемся с тем, чтобы сказать вам несколько слов. Вы видите, что акция подошла к финалу. Вы видите, что сейчас люди подходят пообщаться и к Мустафе Джемилеву, к лидеру крымских татар, и к Петру Алексеевичу Порошенко, пятому президенту Украины. Вот такой была эта акция, этот автопробег, который здесь на Майдане перешел в митинг, на котором люди делились своими историями, выступающие. Я думаю, что, конечно, за время этого эфира достаточно историй вы услышали. Сейчас мы видим, что участники акции хотят сделать несколько фотографий с Мустафой Джемилевым и Петром Порошенко. Очень много, очень много, да, все относительно, но, тем не менее, есть камеры, есть журналисты, есть видеотрансляции, информация о том, что сейчас здесь происходит на Майдане, она таким образом распространяется, камеры летают в небе в виде коптеров, и, собственно, люди фотографируются, выкладывают это в соцсети, и это все, в общем-то, наверное, в рамках того же челленджа, в рамках которого с 18 мая, на протяжении недели, вот есть активисты, которые там Крымский дом, Пен-клуб, мы являемся информационными партнерами, призывают делиться историями под хэштегами, которые вы можете найти у нас на сайте, разными историями, связанными с депортацией крымско-татарского народа. Этим вы можете делиться в своих соцсетях. Возможно, своим впечатлением, когда вы впервые узнали об этой истории. Возможно, вы готовы поделиться историей своей семьи. Сейчас мир открыт благодаря соцсетям, поэтому все это возможно. Можно поделиться друг с другом этим. Героям слава! Дякую. Петро Олексійович, Крим Реалії, пряма трансляція. До вас таке запитання. За вашими оцінками, як ви думаєте, питання кримсько-татарської національної автономії, воно реально коли може бути в українському суспільстві, в українській владі? На сьогоднішній день, на щастя, є позитиви, є негативи, але питання кримсько-татарського народу є на сьогоднішній день підтримане абсолютною більшістю фракцій в парламенті. Абсолютною більшістю. І я думаю, що це питання здатне об'єднати всі, можливо, крім одної,
фракції в парламенті, і я виглядаю дуже великим оптимістом. Свого часу ми створили робочу групу. Зараз на сьогоднішній день є всі можливості, принаймні задекларували більшість фракцій, що це питання абсолютно реальне. І я думаю, що на сьогоднішній день ця ініціатива, коли відновлена діяльність робочої групи, коли політичні сили делегували, ми дуже дякуємо і Мустафі Агею, і Ахтему Чийгозу, які на сьогоднішній день піднімали це питання. Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Ці зміни до Конституції ми маємо точно провести. Одна з причин, чому не вдалося, я дуже швидко, одна з причин, чому не вдалося, тому що суспільство не готове. Про це говорили депутати з вашої фракції в минулому скликанні. Мені Як вважаєте здається, зараз? що крок за кроком суспільство все більше і більше розуміє необхідність цього кроку. Суспільство, і я ще раз наголошую, що ми мали це зробити 25 років тому. Можливо, по-іншому абсолютно розгорталася би вся ситуація. Поведінка до Криму, української незалежної держави, мала б будуватися абсолютно по-іншому. Зараз у нас є вже досвід, нехай дуже дорогою ціною він за нього заплачено, але ми маємо знати, що боронити свою державу маємо ми самі. Дуже дякую. Дякую вам. Дорогая наша аудитория, дорогие зрители Крым-Реалии, вот мы услышали, кстати говоря, интересный, оптимистичный достаточно прогноз для тех, кто за крымско-татарскую автономию от Петра Алексеевича Порошенко, пятого президента Украины. Он считает, что вот нынешняя власть вполне может консолидироваться, вот консолидированно выступить за принятие изменений в 10-ю статью Конституции Украины и предоставить Крыму такой статус национально-территориальной автономии. Да, это тот вопрос, который достаточно острым является для крымских татар, которые в Крыму находятся. Не все, нужно сказать, да, но среди даже обращений нашей аудитории есть многие, которые говорят, да, что это важно. Межлис крымско-татарского народа, безусловно, говорит об этом. И вот услышали, что Петр Порошенко считает, что такая поправка в Конституцию Украины должна была быть утверждена еще 25 лет тому назад. И достаточно интересный комментарий мы услышали. Мы сейчас, конечно, можем показать вам еще вот как выглядит Майдан Независимости. Это площадь после окончания акции. И, собственно, я только надеюсь, что каждый из нас, что все мы с вами, особенно те, кто пришли на эту видеотрансляцию с какими-то минимальными знаниями, что вообще сегодня за день, что вы в результате этой видеотрансляции, конечно, знаете уже гораздо больше. Спасибо за то, что вы были с нами. Я напомню, что, безусловно, и об истории крымско-татарского народа, и об этом дне, который, это начало 18 мая 1944 года, это начало депортации крымских татар и других народов с территории Крыма. Потом это все продолжалось, все это описано, рассказано историками, предоставлены факты. Все это есть на сайте Крым-Реалии. Поэтому, пожалуйста, заходите, читайте, и будем вместе с вами знать лучше историю своей страны. Я напомню, что в этот день, 18 мая 2020 года, 76-я годовщина с начала депортации советским режимом крымских татар с их родины из Крыма. И в этот день в Украине и в мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Крым-Реалии, ставьте ваши лайки или дизлайки, как кому удобно. Приходите на сайт Крым-Реалии, там много информации. Девиз наш очень прост. Крымчане имеют право знать. Вот и все. И тут уже троеточие, информации много, поэтому на любую тему, пожалуйста, приходите к нам, получайте ее. Также не забывайте подписываться на нас во всех соцсетях. Вот где вам удобно получать эту информацию, возможно, просто в Инстаграме, да, вы как бы с утра смотрите Инстаграм, и вам интересно было бы среди всей информации лайтовой, легкой, получать еще и такую важную какую-то новостную повестку, что-то очень срочное, что происходит в Крыму, какие-то международные реакции. Это все очень просто получить у нас благодаря тому, что мы есть во всех соцсетях. От Одноклассников до рассылки в Телеграме, до рассылки, кстати говоря, на почте. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вот таким был этот день, один из его фрагментов. Вот так вот в Киеве такие акции проводили. Столько людей на них пришло. Напомню, что режим карантина никто не отменял, но с 11 мая в Украине он послаблен. Поэтому, в общем-то, видим, что люди защищены, в масках многие, но пришли на этот митинг. Спасибо всем, что были с нами. Оставайтесь в Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Не забывайте об этом. Эту видеотрансляцию для вас провела я, Катя Некреча, и за камерой мой коллега Владимир Паутов. До встречи.